Гимн уже ягатыры, маршал Масяр. Опоздал. Так, все подтягиваемся, друзья. Раскочегариваем эфир. Тема у нас хорошие русские доброжелатели. Вот, русские беспокоятся за чеченцев. И вот уже 4 столетия пытаются нас спасти. Никак у них это не получается. Теперь еще и весь мир от нас спасти пытаются, став неким спасителем там, цивилизованного мира от вот таких вот всяких разных непонятных чеченов, да, которых почему-то сами же русские и превращают вот в таких монстров, как информационно, да, как вот пропагандистскими методами, так и реально. Потому что дым, он не без огня. Дым не без огня, и нам тут годами сажают в средства массовой информации, на площадке, там, интернет-площадки с приходом интернета, до его прихода, через всякие мечети, через всякие там видео, кассеты и так далее. В нашей среде вот распространяются какие-то вопросы, да, или какие-то темы, которые
во всем мире, как бы, к которым очень с осторожностью, с опасностью относятся. И вот то, что было накануне, вот эта спецоперация, как ее правильно назвать, спецоперация, там, Тузик провалил, ну, такая, не провалилась она, удачная, но она изжила себя. Потом там ряд таких вспомогательных спецопераций. И вот итоговая такая, это спецоперация Кутаев. Спецоперация коренные, любимое слово русских, арабских, там, их братьев, во Христе Ахлю Сунна валь Джамаа. Коренные народы России. Админ, если у тебя есть, крутани нашего брата-мусульманина во Христе Ахлю Сунна, православный там джихадист, который чуть не пошел на Кавказ с оружием защищать эту землю, которую когда-то завоевали его предки. Нашего брата Абу Ходара. Если у тебя есть вот такой эпилог улицу, это такой завершающий момент, да, в котором Абу Ходорковский подчеркивает, для чего вот эта операция, она была создана. И вот люди, которые... Понятно, что тут можно обвинять в каком-то этом паранойи, да, там, типа, там вам везде все мерещится, там. Ну, тут ничего мерещиться не должно. То, что происходит вот в политике, то, что происходит со стороны хороших русских и хороших подрусских, оно как бы изначально очевидно, было все явно, и вот в итоге во что оно выстрелило. То есть вот этот вот персонаж, которого раскручивали, как его предшественников, в частности, вот Абдурахманова, замдиректора электросвязи, который пропагандирует вот хороший подрусский коренной россиянин, возглавляющий ассамблею, являющийся президентом ассамблеи народов Кавказа, возглавляющий казачество, являющийся их атаманом. Короче, все его вот эти заслуги, регалии, там, ордена, вот со всем вот этим человек, возле которого нет или за которым нет ни одного человека, вот чтобы показать, вот кто-то, кого-то, вот одного кого-то этот как его, Кутаев представляет. Вот как это им удается человека, за которым не стоит ни одного, ни половина чеченца, да, его раскрутить, сделать вот такой вот персоной, президент ассамблеи, там, какой-то президент философии, какой-то доктор философских наук. Как его только вот эти там, другие тоже хорошие подрусские там, из Закаевского джамаата. Они его потом раскручивают там в Украине где-то. И вот этот вот пассажир, он открыто призывает чеченцев к антиеврейским настроениям, там, антисемитизму, пропагандирует и так
уже там, из всех утюгов со времен Советского Союза, а потом еще когда добавили туда вот эту мулократию религиозную, всех вот этих религиозных деятелей. То есть вся вот эта вот тема там, ненависти там, к еврейскому народу. Потом вот то, что они последние несколько лет как вторглись в Украину, вот, русские хорошие, русские плохие, раскручивают тему борьбы с ЛДПРом. Я как бы цензурирую, понятно, о ком идет речь, да, там, вот этих особой ориентации людей. Против них, короче, возглавляют джихады, создают войско Иисуса, алейхиссалям, в Украине. То есть вся вот эта тема, которая льется из русского ящика, все вот эти темы, вернее, их в итоге каким-то вот таким манипулятивным, я не знаю, таким вот, такими, скажем так, фокус, как в виде фокуса, каким-то вот таким образом их аккуратно, эти все темы в итоге через Кутаева, который якобы озвучивает волю чеченского народа, когда пропагандирует, сам же пропагандирует эти темы, дополняя русскую вот эту вот пропаганду, сам же манипулирует и пытается развить вот эти настроения в чеченском обществе. В итоге оказывается Кутаев, хороший русский, там, атаман казачий, президент ассамблеи какой-то, оказывается, он просто передавал волю чеченского народа, и что если чеченцы приобретут свое государство, ну, вернут его, деоккупируют, оказывается, это, короче, будет очень опасным, и вот Кутаев это доказал. То есть Ходорковский это вот так вот прям и озвучивает. Пожалуйста, давайте посмотрим вот этот момент, если админ включит. Прям у меня можешь тоже там это на моей страничке можешь включить, там четко Ходорковский озвучивает этот момент. То есть вся операция Кутаев, вот на чем она была зациклена, на что она была направлена, Ходорковский четко озвучивает. То есть оказывается, это все чеченцы, их Кутаев это чеченцы, их Тузик Абдурахманов это чеченцы, их все вот эти пропагандисты антиеврейских, исламистских, всяких анти-ЛДПРовских настроений, которые просто, я не знаю, со времен Совка изливаются из вот этого русского телевизора. Оказывается, это все Кутаев озвучил волю чеченского народа. И вот если мы вдруг добьемся, был выдвинут на повестку дня, мир ожидают вот такие потрясения. Я это сам чуть занят был, поэтому как этот какой-то Цезарь, там у меня оба мозговые полушария сразу не работают, просто я тут нет-нет за рулем и пытался мысли еще высказать, поэтому извиняюсь, что затянул. Михаил Борисович, хочу вас спросить про платформу при ПАСЕ, платформу российских демократических сил. Как вы себе объясняете, почему так много скандального вокруг этой группы людей? Ну, то, на что люди обращают внимание, то и звучит в медиапространстве. То есть это означает, что, во всяком случае, на эту группу вполне себе обращают внимание. Почему там
сложились люди, почему там появились люди с самыми разными, иногда достаточно причудливыми взглядами, потому что позиция парламентской ассамблеи Совета Европы изначально была: мы хотим говорить с максимально широким спектром россиян. И с этой точки зрения я, например, даже доволен, что вот они пригласили в качестве участника антиколониальной части российской платформы уважаемого господина Кутаева, который высказал в отношении убийств чести, в отношении ЛГБТ-комьюнити, ну вот то, что он высказал. Это важно, потому что европейцы, на мой взгляд, должны понимать, что есть на сегодняшний день следствие их идей о независимой Ичкерии. Ну вот это. И не говорите, что вас не предупреждали. Вот господин Кутаев вас предупредил. Вы это услышали. Ну, дальше, так сказать, принимайте свои решения. Вот. А так, я должен сказать, что платформа, к моему удивлению, хотя вот она собрана вот таким вот максимально широким образом, она оказалась достаточно работоспособной. Люди между собой нашли общий язык. Завершение спецоперации Ершанцвелл, маршал Масага, полностью Чакала, полностью кутающая роль, закаявшая роль сыграть, на шейшая генерал Шаятца, Horşnovçı ama biyahbina işte Hausal, işte içkeri dahiyetsa, sigara streliş kılışın, sigara nahbuyur, buşun, sonra paçal kırıyaçın, yarad vaktu, мохячун. Получите, распишитесь. Сейчас и сортквален, сейчас и мостом даден. Я ни при чем, вот они, да, то что. Российский, широкий спектр россиян. Что валера, это так, Ичкерия. Я что что сумна перевод цейчи. Ибраим, маршал Душик Ибраим, за этим человеком никого нету, ассамблея пустая, короче, чуть-чуть как бы не согласен с этим сарказмом. Там есть фотографии Кутаева. Я имею в виду из чеченцев. Я имею в виду из чеченцев, если что, поправлюсь. Да, но я это имею в виду. Там есть у него за спиной Шевченко, который наблюдает, как он подписывает документы, там фотографии есть. В общем, и Шевченко, куратор Харухцев, он и Тумсо рекламировал. Там еще какие-то у него действия были. Ну, его подручные, из-за Шевченко и Гайдар Джамали, Дугин, ученику. И что я Казаки шпац, и казаки шмухалан бо, но кам дик да идут и вахушин, пэлэн цайца группировки, yok банд формирования, yok и практически есть боюсь он суть просто так название. Эти казаки ж представляют лишь за независимость, мухулер, вообще там полный абсурд моего. Сами вот подумайте просто. Ну, абсурд же полный. Так, казаки шбац. Чеченские кам представляют лишь ували, ну, и до Качбунаган, Бучтаца, ночи Матакачна. Ночи представляют лишь ували, ну, Кутаев. Ну, начал же там и до казаки штани овших и через ровно модели частично из-за дарцу. И ночи рамыш духа, Ичкерия, и духша, убийство шалюкша.
شقي لقي زي спецоперации законно и нагдита тхалэдүн и дауга армянаин хукаин и хум штат зуды вардин вождин бог штат и нагдита шаден полностью шеен за Европе преподнести домодездат шей по закону каждый до мелочи деталь что штат шей журналист шей полностью систем задействует Хазнеясан, да, еще на Будулайках, поза Аудолю, еще в Европе, еще умножит на них. Да. Еще смотри, какой результат, Кирилл. Ногчевой политик, все уже на мировую арену, а политик или вообще юху виторваться. Цауме дерес маршал думасаги, калмыкш бусул буй. Будешь бу. Ака и шариат хуатурият шултага иш будешь шулчуш представляет вунбокиет шуатсо. Вади второй шей юхия чернят бахинца ишти озвол бу. Будешь шулча шариат бусул пачакко жахат бошнял вот калмыкш представляет мо боцакиетсо. Вообще цандо хумама дати, один цанти, а цан бадиш мо. Иш представляет мо, изи могошен. Будешь представлять, я шархуату я фигуру. Ветеран, люди Писания бацон даже. Там многобожник еще. Социат творк, шариат хуату думал, что так джихад да дезбол, что так будешь представлять на мове циге, тем более Европа цига хаяти бусудна бацига, это не исламская организация, и христианство буцига биш. Хар будешь представлять на циге шариат хуату я. Вообще не те, вот минимум, что ли, мы вообще нахуй. Коренной народ России представляет мову, когда дать слуха. За независимость хоть. И мадуй языка, там же, если там, ну, христианские очи сказать, но христианские духовы, это есть такого нет у них. Вот эта организация, будешь представлять, да мовят, ногче чуа шариат, да де джихад, да де сбош, и ногче почал цаквалитен, так вот, какое право он имеет буддистов представлять? Вот джихад, шариат. Инаха, аусеш, инаха, цучу, мундеген был. Хар кутаев, налай, что представительный, кастам хачедол, фу. Хоку хардуич, представил, бажье гват, за шариат, так, туко. Hoş, обезьянч doğuş, что деген. Успасыч var, агайт, да? Har обезьянч doğuş. Hoş şakır halabılına bu. Hakat yahitnaş doğuğa, Fransa kürteş doğuş, etsa diyaş, har diyaş, voş diyaş, hurra akroyu. Hoş sammy hakir dikniş bu, kıyetiş. И картина, вот tu, și amadărăști, kinoia, tiu, că ți-am amadat țiga. Știm de el, moțiu. Zeg, ți-am edge, să duci, ți-am doch so delur dat erderkas. Hen so ți-am jihad шариат boš, dil šu, ja budistov начинаю представлять. Буддиш, цяк дайти, ще калмык шу, я, тем более, ще вераешь, ще юм лардирдик. Цяк ще юм дик лардирмаду, хокун калмык юм дойз, Аркалмыкш бой шу или буддистуарша. Арбичуаве, за этот надо жиддеуаве шу, исламская организация трудится с психуаве шуар. А цыга будешь представлять, бо это исламская организация. Хардо керстнах болчи хавена будешь представлять на ряд шу. Шена я хумцаету, да. И будешь, калмыкш, мишабу даластреерш, санаха белишен. Братуха. Я царь хожу, шела, царь хожу, харун я чуть представлять. Шейх хожит, весь царь. Листовой, маршрут, чувственно. Так, кто к нам зашел? Говори. Приветствую, Машуовый. Отец واحد شيخ وقت صفات. Так, говори, кто ты? Гость. ногче хабатик тели когда вот хавато бе баблатуса ядиш.
ولا برادو غازت наерласте балабол. لواقع تعمل شغلات كان أقرأ تعرف случайно я тут что специально вот имиджен да цан дагай дуй парламентарий цага дагай то что хят ош мылш бу уй цаусер ночи цаусер уж мелчо хаус на нах мылш бу тел что барина ош мылш бу или уж хаус ах монитор докидо гойт ага алшу гурдигнеш мабу ах кадерковский сдал пиар канал до сон прав хсама дат полный цаумаг дочь вот дохер мадица и дадулуш хендуни посредственно и царь варианта и царь и конечные самые и тому и обращение вот Ходорковский синел все и спецоперации чакали все аусала ардушуна نرمال نقطة شو ناشي نقطة مصدقتي دوي مت كالوت شو بروس زراني تقاتي دوي يوخشولا نرمال نقطة شو مت سيليت دوي زراني تايت شو قوتشر وقوات إذا يختوى توش تاتر بوال دوي Да, это просто наперед как бы закладывается. Просто там даже не было у них в проекте, чтобы там другой какой-то ногчи туда зашел на эту площадку, и даже нормально другой ногчи туда не пойдет представлять коренные народы России, понимаете? Кто коренные народы России представляет, они вон там как раз таки в кадыровских гаремах где-то находятся. А кто согласен с этим коренными зубами, коренными народами, они как бы вынуждены со своей родины как бы находятся в изгнании. И это вообще тупняк, понимаете? Это полный тупняк. Именно спецоперации, духаню, кячаши, до обращения лица, это якутские бриллианты, через экран закаялся аплодисмент чеш. Вот хендун, да, кячаши спецоперации, да, это Россия отделится, да, мы будем руководить, и камелш, цибердун, хаяши, и типа арвок, санчно, диссидент, уняден, политзаключенный, Мосуаурин, Кячуяш, Хайвен, и мое спецоперация. Талани улинаят. Путина Кадырова, личный враг Путина Кадырова, тем более. Посылал я шавеги в деле Осона. Личный враг был, куда вообще? Чирюцы? Не, мне вообще лично ум повесит, да? За женщину какую-то, или я не знаю, за... Что они там не поделили в личном плане, да? Либо, короче, кто из них мужик там хотели доказать где-то по пьяни. Но мне это даже, короче, прикольно во всей этой ситуации. Так, сейчас я вернусь, мягко говоря. Регалии что-то селани указ дати, оман силучхана. Ицин Хаич 91 года соратник унаден Дудаеву, унаден вице-премьер по спецу унаденак. Вот Каде Дуцу Айгли, я еще говорю, ведущий человек. И представил Азеру вот этот с этими регалиями 99 год. А то он больше, вот когда он убегает, и куда он убегает? В Москву, представь. Маршал, вот меня больше всего прикололо то, что они его представляют личным врагом Путина. Он там на себе рвет тельняшки, кальсоны, ватники, короче, валенки, войлочные, короче. Пытается доказать там Путин, Россия, это зло, там туда-сюда. И потом становится в этом, где-то там в кулуарах, где это было, в этом ПАСЕ, в такую позицию, да, где журналист его полностью загоняют к стенке куда-то в угол и спрашивают: вы говорили о каких-то всемирных сионистах, которые Путина поставили. Это кто такие? Это американские сионисты, он говорит. И журналистка, дай бог ей, короче, здоровья, четко ему потом предъявила, да? А вы бы хотели с этими сионистами побороться? Просто я вот что хочу объяснить.
по его логике, Путин это зло, а его поставили сионисты американские. И теперь вопрос, раз Путин зло, он же как бы является только вот это, там, марионеткой какой-то в руках сионистов западных, американских. И у него напрямую спрашивают, а вы хотели бы побороться с этими американскими сионистами там, на политических вот этих каких-то площадках? И он говорит, да я вообще не ставлю перед собой цели бороться с американскими сионистами. Мне это достаточно просто сказать. Ну, чуть раньше он говорил, достаточно просто сказать. То есть, что у нас получилось? Все, что он говорил, что Путин зло, и в итоге те, кто его, он говорит, те, что его поставили сионисты, а вот сионисты, которые его поставили, и его вот это сделали его личным врагом, этого Путина, против них он не хочет бороться. Вообще не ставит перед собой задачу. Это как так вообще получается? Где? Логика. Здесь про логику что-нибудь похожее вообще есть в этом всем сценарии? Алло, демократия is haram. Если демократия харам, то ты на демократических площадках не можешь выступать. Понимаешь? И вот эта демократическая площадка, которую предоставили евреи. Ты сюда зашел и говоришь, короче, что это харам. Значит, ты отсюда вылетать должен. Я прав? С харамной площадки вылететь же ты должен. Файсик. Алло. Братан, ты откуда? С Северной Кореи? По нашей теме идите, убирайте этих людей. Это специально наше время убивать пришли они. Класс массу. Ведущий, и как раз еврейские темы, сялганли уже, очухался сейчас спецоперации, чакающий из Мэрвелла, и за короткий ролик у нас это радиомарш и письменный чат Вот нас спрашивает казачка-христианка. Здравствуйте, маршал, приветствуем вас. Какая, спрашивает, сегодня у нас вот тема? У нас тема хрещение. Да, крещение или как это по-другому называется? Коронование. Нет, это мультик догонял, как казаки как казаки боролись с американскими сионистами. Казачка чуть не победил американских сионистов. В последний момент слился. Ibrahim, ой, дик, да, du что schon чуяхчек, отпекаться deutscher информация, да, лучше он делаешь, чуяхшу, удир, душун цер, отпекать, мадайтнешь. Хотим действительно их спасти от преследования, от насилия. Вот в этом и есть принципиальная разница между нами и между теми, кто сегодня подает заявление, провоцирует. Кто подал заявление, кто его заставил, кто стоит за этим, мы это хорошо знаем. На второй день мне позвонили люди, которые рядом с ними находятся, и сказали, это они, это он и этот другой. Один из Израиля, а другой в Европе. Вот эта компания и создала вот это все. Они раздувают, и они в ПАСЕ тоже вот эти все игры строят. И поэтому дело было бы очень плохо, если бы вот это все нанесло бы урон работе, большой работе, которая продолжается 25 лет. Нескончаемо. Ни на одну секунду без перерыва. Самое радостное во всей этой истории, что они и тот, что сидит в Израиле, и тот, что где-то в Европе, они не смогут
нашу работу остановить. Да, возможно, они обладают силой, мощью, влиянием, чтобы из посевы вывести, но остановить работу они не смогут. И мы посмотрим, будут они управлять Россией или нет. Опять евреи, блин. В Израиле один. Это вообще очень важная информация. Машо, моя. Ничего себе. А кто этот один, который сидит в Европе? В Европе один, а другой в Израиле. Бенjamin Нетаньяху, наверное. Вам надо колоться, колитесь. Это что у вас за всемирный заговор? Кроме одного в Европе, одного в Израиле, больше некого подключить, хотя бы по 10 подключили бы. Он еще обвинил вчера, и у меня есть ролик, я сейчас найду и прям. Он обвиняет ПС в сотрудничестве с российскими внешней разведкой и ФСБ. Марша Войла, добрый день. Я не знаю, что он курит. Я не знаю, что он пьет. Но я думаю, ему надо принимать более хорошие препараты, да, может быть, поменять дилера. Не знаю. Короче, надо посоветовать ему поменять дилера, может быть, там какие-то не те препараты он покупает. У него нет вот этих имен почему-то. Там он может, это такие сигналы, маяки, он типа говорит через вот это средство массовой информации, говорит, короче, такими завуалированными, метод шантажа. Типа один сидит в Израиле, один в Европе, и имена он не выговаривает, ни американских сионистов, которые Путина поставили. То есть я все-таки склоняюсь к тому, что он таким шифрованным методом пытается каким-то образом вот этот всемирный заговор, его шантажировать и выбить какие-то эти... Короче, по-другому я не могу это никак интерпретировать. Почему он не назвал имена? Выпить? С него что-то можно поиметь? Чтобы мы знали заранее, да? Там что-то есть? Можно брать с него что-то? А вообще, я не понял, что он сейчас имел в виду. Чему вот эти двое, которые один в Европе, который один в Израиле, что они пытаются предотвратить? Вот это вот я чуть-чуть не понял. Я вообще ничего не поняла, если честно говоря. Я не могу понять, за что мы его должны и что мы должны там делать. Но если с него можно что-то поиметь, да, ну, дай явку, место расположения, мы тебя поимеем. Короче, какой-то он все-таки... Можно проиграть еще раз этот ролик, Ибрагим? Да. Можно еще раз этот ролик проиграть, чтобы мы хотя бы понимали? Да, я тоже чуть пропустил. Админ, можешь еще? Админ, после этого еще один ролик я закинул. Это важно, они вместе, если можно, послушаем. А хотим действительно их спасти от преследования, от насилия. Вот в этом и есть принципиальная разница между нами и между теми, кто сегодня подает заявление, провоцирует. Кто подал заявление, кто его заставил, кто стоит за этим, мы-то хорошо знаем. На второй день мне позвонили люди, которые рядом с ними находятся, и сказали, это они. Это он и этот другой. Один из Израиля, а другой в Европе. Вот эта компания и создала вот это все. Они раздувают,
И они в ПАСЕ тоже вот эти все игры строят. И поэтому дело было бы очень плохо, если бы вот это все нанесло бы урон работе, большой работе, которая продолжается 25 лет. Нескончаемо. Ни на одну секунду без перерыва. Самое радостное во всей этой истории, что они, и тот, что сидит в Израиле, и тот, что где-то в Европе, они не смогут нашу работу остановить. Да, возможно, они обладают силой, мощью, влиянием, чтобы из ПАСЕ вывести, остановить работу. Они не смогут. Остоперло. И мы посмотрим. Как я понял, у него какая-то миссия. Подожди, дай послушать. Сейчас он обменит ПАСЕ сотрудничество на внешнюю разведку России и ФСБ. ПАСЕ. Поэтому, когда наши враги увидели, что работа-то ПАСЕ строится правильно, это не просто стать возле панели ПАСЕ и сделать какое-то заявление, которое реально не может быть притворено. И здесь еще раз говорю, шаги были сделаны сначала, промониторив, что может быть принято, что может пройти, и это реально, когда шаги пошли, и ФСБ России, и агенты влияния ФСБ России, и имперцы, они все стояли в одном ряду, они все выполняют одни и те же, скажем, следуют одним и тем же нарративам, и поэтому последовало мгновенно. Я представляю, если бы я что-нибудь написал бы, я даже вот будучи на платформе, я не знал, как и написать, и секретаря там звонил там одному, второму, как, чтобы мое какое-то письмо дошло до президента, и если где-то когда-то дойдет, а здесь мгновенная реакция. Это свидетельствует о том, что есть люди, которые глубоко внедрены и в эту организацию, и в эту. Я, кстати, уважаемые зрители, отсылаю вас к своей статье, которую я опубликовал где-то 1,5 года, может, больше или меньше назад, где я даю расклад о том, что ООН, ПАСЕ, Совет Европы, как международные организации изжили себя, потому что они уже стали коррумпированы, что они уже не отвечают требованиям народов, что они следуют вот какой-то сами собой налаженный, отвечают интересам больших народов и крупных государств. И поэтому прочитайте, это не вдруг конфликтом, а у меня нет конфликта. Они позвали, Гела, я пришел. Я пытался честно работать, я не стеснялся своей позиции. Я об этом говорил с площадки, когда и президент ПАСЕ, и ее заместители слышали, откровенно говорил, и говорил, что на этой площадке я буду пытаться создать платформу, где будут защищаться интересы кавказцев, чеченского государства и мусульман. Кстати, я единственный человек, который представлял и кавказцев, и мусульман, и поволжские народы. Вот такие обстоят дела. Они приостановили, молодцы. Они скажут «до свидания, всего хорошего». Никто не навязывается. Позвали, пришел и честно работал, честно пытался выстроить отношения. Скажут не ко двору, обратно-таки, но они остановить работу Ассамблеи народов Кавказа, Союза поволжских народов, Союза за освобождение, интеграции кавказских народов в европейском сообществе, они препятствовать этому развитию нам не смогут. Нашей правозащите, нашим расследованиям, они ничего не смогут нам помешать. Они могут единственное, да, действительно, с этой площадки удалить, потому что это не угодно имперцам и ФСБ России, внешней разведки России. Только эта причина, других причин нет.
Ты знаешь, вот сейчас, когда тебя слушал, я вспомнил фильм нашего детства, нашей молодости, тот самый Мюнхгаузен. Вот концовка фильма Захарова, гениальный фильм, когда он собирается лететь на Луну, и диалог его с Мартой, и, значит, он говорит, ну скажи мне, говорит. Она говорит, я, говорит, тебя люблю. Не то. Я, говорит, тебя буду ждать. Не то. Они положили мокрый порох. Вот, Я буду тебя не вот, кахать. говорит, вот это. Вот это тот самый мокрый порох. Это тот самый мокрый, потому что, я тебе честно скажу, я, конечно, предвзятый, потому что я себя считаю твоим другом, и, конечно, я могу быть необъективный и предвзятый. Но я 3 раза прослушал то базовое интервью Breakfast Show, да. Я ни в коем случае, в данном случае сам Саша Плющев наверняка не знал, что такие последствия будут. То есть это было обычное, но понять тебя и интерпретировать тебя можно было по-разному. И вот так, как тебя интерпретировали, а потом раздули, ну понятно, что вот зацепились, и это был заказ. И тут у меня сразу же вопрос. Надули, нагло обманули. Реагировали. Даже внутри вот, российской оппозиции и так далее. Я думаю, были 3 категории. Те, которые знали, что делают. И 1,5 года халахдации прям, и статья окон, коррумпированный, ФСБ, ночной разведки постоянно. Но что было Анкар, если статья вообще могут? Ну, что, все поняли. Сейчас все еще поняли, Ходоры поставьте. Мне на ум вот пришлось, я его слушаю, да, там ФСБ, там туда-сюда, когда он болтает. Вот эта русская поговорка. Вор кричит, держите вора. 100%. Да, полностью вот к нему это применимо. Сейчас Ходоры поставьте, чтобы все поняли, что... Опять евреи. Ходоры поставьте, чтобы поняли люди, о чем речь идет. Хочу вас спросить про платформу при ПАСЕ, платформу российских демократических сил. Как вы себе объясняете, почему так много скандального вокруг этой группы людей? То, на что люди обращают внимание, то и звучит в медиапространстве. То есть это означает, что, во всяком случае, на эту группу вполне себе обращают внимание. Почему там сложились люди, почему там появились люди с самыми разными, иногда достаточно причудливыми взглядами? Потому что позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы изначально была: мы хотим говорить с максимально широким спектром россиян. И с этой точки зрения я, например, даже доволен, что вот они пригласили в качестве участника антиколониальной части российской платформы уважаемого господина Кутаева, который высказал в отношении убийств чести, в отношении ЛГБТ-комьюнити, ну вот то, что он высказал. Это важно, потому что европейцы, на мой взгляд, должны понимать, что есть на сегодняшний день следствие их идей о независимой Ичкерии. Ну вот это. И не говорите, что вас не предупреждали. Вот господин Кутаев вас предупредил. Вы это услышали. Ну, дальше, так сказать, принимайте свои решения. Вот. А так, я должен сказать, что платформа, к моему удивлению, хотя вот она собрана вот таким вот максимально широким образом, она оказалась достаточно работоспособной. Люди между собой нашли общий язык.
Вот все поняли, все понятно? Языка var. Абсолютно понятно. Они для этого туда его закинули, ЗКС? Да, абсолютно. А как они до сих пор молчат, не комментируют? Вот не молчит. Сейчас вышел последний он, Марчича. Какого-то Леме Муса, Ломаю Муса выпустили. Берлагу. Вот поставил это. Берлагу выпустили. Смотрите, как вчера. И радио Марчича, последний он идущий. Приветствую новых гостей. Давайте начнем с этого. Так. Так, Ассамблея народов Кавказа, правопреемница Конфедерации горских народов Кавказа. На конференции в Страсбурге 5-6 декабря, это 2012 год, вот, приняла решение начать кампанию по противодействию попыткам выдавливания населения Кавказа из России, которая, по мнению делегатов, наблюдается в настоящий момент. Тут мне очень хочется подчеркнуть высказывание Кутаева касательно распада Российской Федерации. В выступлениях делегатов говорилось, что Кавказ не должен допустить развала России и сделать все, чтобы страна осталась единой, рассказал корреспонденту Кавказского узла глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев, избранный президентом организации. То есть Руслан Кутаев с самого начала, имеется в виду своей деятельности как президент Ассамблеи народов Кавказа, был за целостность Российской Федерации. То есть он был всегда против того, чтобы Российская Федерация развалилась. То, что он делал промежуточно, это не столь важно на самом деле, потому что в конечном итоге он попал в ПАСЕ как представитель коренного народа России. В 2012 году он против, чтобы Российская Федерация развалилась, призывает Кавказ сделать все, чтобы Россия осталась единой. В 1926 году он попадает в ПАСЕ как представитель коренного народа России. То есть этот человек последовательно вел определенную работу. И тут большой вопрос. Сейчас, одну секунду. Наехай, вообще вещи, зачем он? Я зачитаю постановление правительства Чеченской Республики Ичкерия. Так, постановление. Руслан Кутаев, государственный и политический деятель Чеченской Республики Ичкерия, с первых дней восстановления чеченской государственности активно участвует в политической деятельности. В период с 91 по 99 годы занимал различные государственные посты. С начала первой русской экспансии принял самое активное участие в войне. По окончании Первой российско-чеченской войны Руслан Кутаев указом президента Чорой Ендербиева был назначен вице-премьером правительства Чеченской Республики Ичкерия. Являлся близким соратником президента Чогара Дудаева, Зелимхана Ендербиева и Масхадова, выполнял их специальные поручения. В настоящее время, будучи президентом Ассамблеи народов Кавказа, активно проводит работу по объединению всех кавказских народов. За большие заслуги перед Чеченской Республикой Ичкерия, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров ЧРИ постановляет наградить Руслана Кутаева высшей государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия орденом Оман-Си
в честь нации. Постановление вступает в силу со дня его подписания председателя Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Так, это постановление от 28 февраля 2024 года. В 2012 году Руслан Кутаев был и оставался за единство Российской Федерации и предлагал Кавказу сделать максимум усилий для того, чтобы Российская Федерация не развалилась. В 2024 году правительство Чеченской Республики Ичкерия награждает Руслана Кутаева самой высшей наградой нашего государства Коман-Си. Но здесь не уточняется, за какие заслуги. За какие заслуги Кутаев получил эту награду? Что он такого сделал? Ты можешь говорить на других языках? Нет, я говорю только по-русски. Хорошо, я научу тебя разговаривать на 3 разных языках за 1 минуту. Тут возникает только один вопрос. За то, что он был за целостность России, за это он получил эту награду? Либо за что? Либо он получил эту награду, где он в последующий должен был войти в состав российской делегации при ПАСЕ как представитель коренного народа России. С момента, как этот человек объявил себя представителем коренного народа России, я предпринял как минимум несколько попыток связаться с ним лично, чтобы он мне, чеченцу, которому не безразлична судьба чеченского народа, объяснил, что позволило ему войти в эту делегацию и стать представителем коренного народа России. Более того, объяснить, чтобы он мне объяснил, с каких пор мы считаемся чеченцами, считаемся коренным народом России. Здесь невозможно найти какое-то оправдание. Здесь нет никаких подводных камней. Здесь нет ничего. На другой стороне вот этого мерила, с другой стороны, 300 тысяч убитых, из них 42 тысячи детей, 2 уничтожительные войны, преследование, геноцид, убийство всех наших президентов. И вообще труболет, видишь, вот они вот типа не знали до сих пор этого. Вот вчера это, вот вчерашний у него этот эфир, вчера ночью, и до вчерашнего вечера он не знал, что Кутаев за целостность России. Вот этот человек, он все очищается, вот этот человек сам не уходит с Ходорковского лайв-каналов, всех вот этих, вот всех этих каналов, и он только вчера узнает, что есть запись Масхадова про Кутаева, что он подсолнух, он это тоже демонстрирует там в эфире, эту запись. Они не знали до этого ничего. Типа только вчера узнал. Эксперт по Чечне его представляют все эти пророссийские журналисты. Вот я хочу сказать об этом. Короче, он отмазал из закаевцев, короче, да? Да, Берлага. Шариатчики попали сами в яму. Теперь отмазываются, хвост очищают. Я хотел одну цитату напомнить, все ее слышали. Мы с русскими братья по крови, но не той, которая течет в жилах, а той, которая вытекает из жил. Абсолютно. Ты что? Бесхребетно, и одуч, да? Вообще там лицемер. Ацель Эрсун и Темишев, слова это, но Темишев его продвигал всячески. И Темишев, канал Дечхана, Зеро Хинзен, ЛДП, Цуорш, Ваал Арбу, Садят Шаирон, Бадек Дислав. Он любит их как Бог, полностью, Ибрагим. Вот такие, вот такие дела у нас. Да, Майя, я слушаю.
Тут уже понятно, что идет лоббирование, политтехнология русскоговорящим в Европе. Идет политтехнология против чеченцев, причем жесткая политтехнология, потому что, наверное, видят, что вы им начинаете мешать, потому что они видят то, что вы набираете обороты. И привязывая туда еще и Израиль, да, так как любят Израиль в Европе, да, так никого больше не любят. И связать вас с Израилем, что мы поддерживаем развал Российской Федерации, тем самым мы делаем свои козни. Ну, конечно, да, Гутерриш, да, возьми тряпку, подтерись 250 раз. И Российская Федерация сделает все, чтобы обвинить потом и Израиль, да, и русскоговорящих в Европе, и вас в том, что мы подрываем целостность Российской Федерации. Не пошли бы вы все лесом. Я, например, вот если... Ну, это не первый раз. Если меня спрашивают, например, я, извиняюсь, у меня чуть-чуть шумно. Лично мое мнение, я за целостность Российской Федерации, потому что все вот эти народы, они, их оттуда как бы с огнем не выкуришь. Почему я должен быть за ее развал какой-то, если сами народы, которые в Российской Федерации находятся, они, ты их как бы с огнем не выкуришь оттуда. Они себя там комфортно чувствуют. Поэтому я вообще не выступаю. Я не думаю, что даже наши вот единомышленники здесь выступают за развал Российской Федерации. Пускай целая будет там, где она есть, просто главное, чтобы не лезли. Я за целостность России без Чеченской Республики Ичкерия. Чеченская Республика там вообще никаким боком к ним отношения не имеет. А вот зачем нам разваливать? Или люди нормально живут, все хотят быть россиянами. Какого это перепугу мы должны кого-то там разваливать или заваливать? Или вон как у этих арабов пытаются там евреев в море куда-то столкнуть. Они не должны существовать там. Зачем нам эта тема вообще? Просто и руками, и ногами был бы рад, если бы в России наконец прошли бы вот этот эволюционный процесс, нормально, ну, грубо говоря, очеловечились бы и жили бы там, распределяли бы правильно свои ресурсы. Может, если что-нибудь такое полезное показали бы, и мы бы к ним присоединились с удовольствием, если бы там что-то полезное для нас было. Так бы, ну, в будущем, если будет, тоже не исключено, почему бы нет. И я бы сказал, Маиш, тебя, извини, я не знаю, как тебя правильно. Майя. Да, смотрите. Вот вы сказали политтехнология, я согласен в этом. Но я не согласен, что они чувствуют угрозу, потому что вот эта политтехнология такая топорная, как Рязанский сага у них получается, если соединить. Я, напротив, думаю, они не чувствуют никакой себе угрозы со стороны других людей. Они думают, что они даже уверены, я вижу, что смотря на топорную работу, как они все это устроили, что они вообще угрозы не видят в себе. Смотрите, я могу согласиться и не согласиться с вами. Извините, что я перебиваю. Извините, что перебила. Я могу согласиться и не согласиться. Но есть те силы внутри Европы, та же самая Англия, которая спонсирует наших леваков, которые подрывают целостность Израиля. И которые, в общем-то, которых надо снести к чертовой бабушке, которые подрывают... Ну, как вам сказать, я не хочу заходить слишком глубоко в нашу внутреннюю политику, да, но есть те силы, которые влияют на нашу внутреннюю политику и которые пытаются изо всех сил разорвать целостность Израиля. Да, я не связываю, у меня нет фактов, да, но, может быть, это часть той оси, которая пытается хоть как-то
оболгать государство Израиль. Никогда ни на одной платформе, никогда от нашего премьер-министра, ни от одного премьер-министра не было ни одного слова в сторону Российской Федерации о развале этого государства. Я думаю, что даже нам, как государству, не выгоден развал какой-либо вот такой большой страны, потому что это произойдет война, причем долгосрочная война, которая повлияет на экономику всего мира. И точно так же, как и Иран, мы не заинтересованы в распаде этого государства. Все, что произойдет с ним дальше, это не наша проблема и не наши интересы. Наши интересы совсем заключаются в другом. Контакты с Российской Федерацией, но, само собой, дипломатия существует, и нам не избежать этого. Да? Любая страна, с которой контактирует Израиль, Тель-Авив, такова жизнь. Но это четко прослеживается политинформации. Я скажу, что не все такие образованные и понятливые люди, как мы здесь, да, которые понимают, что, в общем-то, это топорная политинформация, а те, которые ненавидят Израиль, ненавидят евреев, те, которые против свободной Ичкерии, само собой, для них это, да, как мед в уши. И для них это та информация, которая им нужна и которая сможет продвигать их интересы. Это мое мнение. Спасибо. Два слова я скажу. Вот смотрите, как Ибрагим сказал, никто в России, другие народы не хотят отделиться от России. Вот эти люди, которые вот представляют это Ходорковская, как демократическая оппозиция, вот сделали как? Вот Кутаев как типа представляет горские вот народы, там конфедерацию горских народов, и там на бумагах 100 тысяч человек. Другой Сулейманов представляет уйгуров, калмыков, дагестанцев. Их нету. Это мертвые души, понимаете? Они сами создали вот эту атмосферу, как типа вот хотят уйгуры, там уральские, вот татары хотят отделиться, вот типа, вот если Чечню сейчас отпустить, Ичкерию, все разваливается. Вот это они создали атмосферу, которого нету, понимаете? Вот поэтому они говорят, что вот Кутаев представляет Ассамблею народов Кавказа, представляет каких-то татаров. Да, сами, понимаете? Сами сочинили, мертвые, Сулейманов представляет, калмыков, там, бурятов, уйгуров, там, каких-то, которые хотят отделиться, понимаете? Вот они сами создали вот этот воздух, и мертвые души, вот еще раз подчеркиваю, там на бумаге я видел у Кутаева, Ассамблея народов Кавказа, его выдвинули 100 тысяч человек, понимаете? Этого нету. Никто из России не хочет выйти. Ни Дагестан, ни башкиры, ни уйгуры, ни калмыки, никто. Вот это все, все они создали. Вчера вот этот Ходорковский вышел, все, примите, подпишитесь, вот смотрите, если вот все это будет, вот эти люди самые хорошие, и вот они еще радикалы такие, бывшие еще вице-премьер Ичкерии, при нем расстреливали людей в городе Грозном. Понимаете, вот этот имидж. Все. Да, и опять евреи виноваты. Что самое интересное. Вот Путин, если перед Кутаевым извиниться, он перестанет быть личным врагом? Как там это вообще работает? Я думаю, у них это все-таки такое личное и надолго. Да. Там речь не идет о том, они пачкают чеченский народ специально, чтобы не было чеченского государства, не поменялось. Вот радикалы, вот эти грязные, эти. Вы хотите их признать? Распадется вот имидж, ящик этого, ассамблея, там, калмыков представляют, они в доверенности выписались, и сами кого-то нету. И чисто вот ненависть к чеченцам, вот все, Рязанский сахар 2:0 в Европе, ящик. Я еще раз хочу вернуться к не стигма, как правильно сказать это слово на русском, я не могу вспомнить, когда обвиняют целый народ
говоря о том, что вот они бандиты, они террористы, они те, которые хотят развалить страну. И, как всегда, это все возвращается опять к вам. Да? Вот то, что они придумали еще 50 лет назад, да, обвиняют целый народ, опять возвращается все к вам. Это определенный стиль, который был выработан с 90-х годов, чтобы обвинить целый народ. И они это продвигают в Европе. А насчет Израиля, я думаю, что... Я хочу только сказать, что Израиль набирает обороты и становится... Не то, что становится, она уже стала тем государством, которое диктует свои условия на Ближнем Востоке, и не только на Ближнем Востоке. Но я рада, что упоминают Израиль, и что Израиль боятся, уважают и должны считаться с этим государством. А по поводу Ичкерии, по поводу Чечни, я постоянно это говорю и буду повторять, что то, что создали 50 лет назад, говоря о том, что все чеченцы бандиты, вот они это и продвигают. Конечно, это удобно это использовать, этот нарратив. Вот они дуют это все в ухи. Да, извините, что я так сказала, но это тот нарратив, который используется. Это факт. Вы чувствуете вот эту параллель столетней давности, когда еврейский народ обвинили во всех бедах планеты и назначили врагом человечества? Ну, там не совсем такая параллель у нас, да, на данном этапе, но просто вообще все нас пока еще никто не обвиняет. Нас просто вот когда Кутаев этим занимается, да, вот он пропагандирует антиеврейские, антисемитские. Нас ведут к этому. Да, вот он пропагандирует. Да, ведут к этому, Ибрагим к этому ведут. Да, и он не один, кто это делает, потому что эти же настроения пропагандируют его этот напарник или партнер тоже по вот этой пропагандистской деятельности. Тумсо Абдурахманов это пропагандирует со всех вот этих религиозных площадок. С Турции сейчас идет вот эта пропаганда тоже, вот эти провокаторы, да, которые... Представитель поставленный, Белакиев говорил про евреев. Да. Это они со всех этих, то, что как бы дым, он не без огня получается у нас. То есть такое у нас получается впечатление, что вот чисто чеченцы сами себе вот это вот пропагандируют. И как вот Ходорковский подчеркнул, видите, если там будет Ичкерия, то там будет вот так. Точно так же вот эта ЛДПРовская тема, она не уходит вообще с экранов русского телевизора. Вот с момента вот этой русско-украинской войны самая у них такая козырная тема, чтобы, я не знаю, смотивировать, такой дать стимул, да, вот этому обществу, благословить то, что они в Украине проводят. Это одно из этих, это как раз-таки вот эта борьба с нетрадиционными там взглядами людей и так далее. То есть эту тему они официально там с вот этого, примерно с этих годов, да, с 22-го усиленно как бы крутят. В частности, на чеченское общество, потому что еще какую-то мотивацию, чтобы чеченцы шли на джихад в Украину, да, там войско Иисуса создали и спасали Россию от чего? Вот это вот чего, оно как раз-таки самое то, что там можно из пальца высосать, это вот эта ЛДПРовская тема. И тут Кутаев нам озвучивает волю чеченского народа. То есть Кутаев, который сидел, как и Тумсо, как и все остальные вот эти пропагандоны, сидел там и пропагандировал годами в этом ящике, что ЛДПРовцы это извращенцы, что это там мрази, там все такое. Так, Смольный мне позвонил, извиняюсь.
вот эта вот деятельность в итоге оказывается так, что оказывается Кутаев просто озвучивал настроения в чеченском обществе, а не пропагандировал эти настроения все это время. Я извиняюсь, я чуть-чуть занят. Сестра кефирша, ягодка, многобожница, Наджас. Как у тебя дела? Это наши нахары чеченские исправно тебе на счет идут за поддержку? Подожди, скажи, у тебя уже есть квартира? Нет, не квартира, у тебя вилла в Кесарии уже есть? Тебе исправно платят Да, наши у меня масадовцы? в Тель-Авиве есть, в Америке, в Лондоне, короче, в Берлине, во всех, короче, лакомых местах, да. Машаллах, машаллах. Ну, короче, ты исправно выполняешь свой долг перед Аллах Моссадом. дает, кому пожелает. Что они вместе, которые в России, и здесь вот одна зацепка. И там с ЛДПР и вот борются. И здесь тоже эти тоже с ЛДПР борются. И шариат хотят, и с евреями. И с евреи и ЛДПР проблема. И дома, и здесь в Европе они пропагандируют. Самое важное, сами почти все ЛДПРовцы. Я так понимаю, что Израиль боятся из-за того, что все в Израиле ЛДПР? Нет, вот эта тема есть, вот, и враги, вот они хотят с Украины зайти там, туда, они борются там, и евреи, и здесь вот у этих тоже эта же тема, одинаковая тема. И когда потом спрашиваешь, говорят, нет, это не я, я как эксперт говорил. И у меня вот какой-то институт у него. Нет, он же там есть слова, меня надо спрашивать. Так и все. Кутаев свой гонорар получил, все нормально. Вот так и они идут. Мне понравилось, как он в конце говорит. В итоге встретимся в Москве. Как меня слышно, у меня, по-моему, что-то слетело здесь. Он, наверное, имел в виду вот эти 4 миллиона мусульман свергнут Путина там и так далее. Наверное, он это... Как раз-таки эту тему там и поднимают, понимаете, всяких Айзенов, Майзинов, ваххабистов русских вот этих подключили. Мусульман России там представляют, этих, тех, пятого, десятого, какие-то народы России коренные, которые хотят якобы отделиться. Кто там хочет отделиться вообще? Никто. Единственное, то, что я представляю, это если сами русские, вот Россия, захочет, это в их право, мне вообще по барабану, захочет разделиться на несколько государств. И вот эти вот так называемые коренные народы, которые там где-то сбоку висят у них, вот они могут там с этими или с теми как-то частично. Я сейчас не пытаюсь там кому-то государство их поделить, короче, вот вообще нафиг не надо. Если будет воля какая-то народов там, народов с Кавказа, к независимости, к вот такому. Да, это нормально, можно поддержать. Опять-таки в рамках закона. Если они сами на какой-то добровольной основе вошли в Россию и сказали, что никогда оттуда не уйдут, не хотят уходить, или у них какие-то условия там поставлены, что нельзя больше уходить. Вот зашел, как в ислам, а выхода нету. То тогда туда лезть вообще смысла нет.
Я не знаю, как это юридически у каждых этих республик. Я знаю, что там подписывали федеративный договор в 93 году в республике. Как это там юридически там, сформулировано, черт его знает. Если какие-то народы там будут с вот таким вот, скажем так, мнением, да, и у них это законно получается, то да, можно кого-то там поддержать морально. А так, чтобы за какие-то эти народы, за них отвечать, отсюда выйдете, не выйдете, из России куда-то в Россию, да, зачем, кому это надо? Там нормально дагестанцы себя комфортно чувствуют, у них там полное созидание, там кабардинцы, балкарцы, черкесы, да абсолютно, вот те, которые за границей там, сколько их там, миллионов черкесов. Даже у них нету какой-то диаспоры, которая бы топила бы, грубо говоря, за вот такие интересы. Тоже татары тут причем. Вон бурят, 1-2 бурята какие-то там в интернете говорят о этих вещах, там независимость, что-то такое. И что? 2 бурята что-то сказали, это мнение народа, что ли? Короче, вот такая тема, да, которая нас абсолютно не должна касаться. Зачем нам вообще платформа народов Кавказа, свободных народов? Нам, чеченцам, это зачем? Когда русские развалили с украинцами и белорусами Советский Союз, мы уже четко определились, и все. Зачем нам снова, мы что хотим, всю вот эту вот, я не знаю, преступную деятельность, проведенную, все жертвы вот это, которые в адрес нашего народа, их обнулить, что ли? Алло. Окей, сейчас много этих военных преступников там погибло, кто-то на пенсию, кто-то еще как. Но оценку этому поставить, это наш долг всех чеченцев, чтобы этому вынесли какую-то оценку. Точно так же, если в нашей среде есть вот эта исламистская тема, ваххабистская тема, даже которые, в которые были увязаны наши какие-то политические, военные деятели и так далее, это тоже нужно осудить. Осудить и в случае необходимости там, применить к этому тоже наказание, если эти люди там где-то есть. Да? Вот как по России 20 с лишним тысяч там, чеченцев за НВФ сидели, я сейчас не о каких-то этих там исламистских движениях, именно по части НВФ, незаконно вооруженные там. По вот этой части, которая, представь, вот, тысячами там люди сидят, которые выходили защищать интересы своей нации, своего народа. И тут у нас что получается? У нас сидят 20 тысяч, а тут у нас 300 тысяч жертв среди гражданского населения. И кроме Буданова, которого там обласкали где-то, нормально, приятно где-то время провел, и потом... Сейчас, правда, его настигла вот эта участь, осуждаю которую, да, там, это тоже ненормальные методы, ну, если вот мы как народ, как нормальная нация, с вот этого ваххабизма, с вот этого идеологического мусора вылезем, да, и за свое возьмемся, да, за ум, там, за интересы своего народа, то да, это все можно осуществить, привлечь к ответственности преступников. Точно так же своих, если надо осудить, и тоже их, кого надо, привлечь. Имран, вот смотри, вот эти народы, которые хотят отделяться, одни народы, там, Кутай представляют, мы знаем его. Представь, вот другие народы, вот эти калмыков, там, уйгур, там, других-то, якутов представляют кто, кого они поставили. Тех своих собак, которые вот 97 по 99 годы
против антигосударственной деятельности людей в Чечне, захватывали светские суды, там ставили шариатские суды, вот этих людей поставили. Представь, вот за такого циничные, если номер ряд, представь, что они делают. И завели этих людей в посыль с собой. Калмык представляет, Сулейманов, вот смотрите, вот несколько народов, 7 народов, по-моему, они сами заявляют, они представляют, которые хотят отделиться. Представь? Подожди, Сулейманов кого представляет? Сколько? 7 народов России, 7 народов России он представляет, хотят отделиться. Сулейманов, который джихадист, Да, который да, топит за да, исламское да. государство, Кого за они? шариат, Я за поэтому халифат. топорный. Там что-то не то происходит в этом посе. Это ненормально, алло. Это не то, что ненормально, потом вот эти топорный вот блок, персоны, через вылез. них, да, через них потом всех чеченцев хотят опять дискредитировать, понимаешь? Через вот этот какого-то вахабню туда затащили, да, там полностью, короче. Один из тех, кто виновен, да, вот в том, что мы государство утратили, который занимался, да, которые там подрывной деятельностью занимались, там даже террористическими актами против президента. Президента несколько раз подрывали. Именно вот эти вот религиозные. И этот человек представляет 7 народов России, которые хотят отделиться. Вот Кутаев представляет по бумагам, я смотрел вчера, 100 тысяч подписей. Ассамблея народов Кавказа, и какие-то уйгуры, не помню, какие-то татары. Короче, 100 тысяч подписей у него. Представь, он тоже несколько народов представляет. Вот они сами вот создали вот это облако, которое ничего нету. И вот, смотрите, вот только народов хотят с Чечни отделиться, развал России. Понимаете? Вот, имидж. И в России собирали подписи, короче, да? Черт его знает, они что собрать, никого не видно нигде, какое-то заседание у них, 3 человека сидят, вот так они, топорные, поэтому говорю, им-то доказывать ничего не надо. И вот эти обращения, вот все это в основном идет на чеченскую публику, чтобы их головы закружить, и чтобы не понимали, понимаешь, здесь одно, там другое, там евреи, там это, тут дело будет на... Голдяхкан лук, разные мои шли специально, я шли. Поздники, атеисты. Да. Кстати, эти вот документов, если поковыряться, найти эти документы всякие, там, может, и Шевченко подпись найдется. Виталика, ты помнишь, у меня фотография от Виталика, у него папка была? Вот эти папки. Не, тут, блин, я не знаю, вот эта тема, она полностью там. И что обидно, да, вот это общество, ты не можешь тоже до него докричаться. Вот смотри, что тут пишут. Потому что антипропаганда, она сильнее работает. Вот эти настроения. Гушляча, вы можете был на букву, я здесь. Паузы. Вообще на фоне вот этой русско-украинской войны просто чеченская тема, она стала актуальной. Потому что как бы увидели, что вот эта военная агрессия, которая там происходит сейчас, да, в отличие от нашей, она информируется, все мировое сообщество это видит. И чтобы максимально наша тема не всплыла, да, там, вот эти вот перехватчики, инициативы. Я даже думаю, что Европа была бы рада вот нормально на теме сотрудничать, да. Но вот эти люди работают полностью на то, чтобы все игнорировать, что внимание. Смотри, сколько СМИ, что все у них есть, они не дают тут информацию пройти нигде. У тебя, Альмин, у тебя есть какой-то... Ибрагим, вы меня прямо с языка сорвали. Я то, что пишу в чате, то вы говорите.
Вот один в один блокируют всю информацию, и они вас боятся. Они реально боятся, если такое движение идет в Европе. Я Точно, спасибо. что в Европе есть силы, которые поддержать нормальных людей, но им предоставляют таких вот людей, вот, и мы не смотрим, они же смотрят, вот, и пришел Сулейманов, они смотрят, кто это такой, вот, кто это такой, они же смотрят каждого, кто это такие, эти люди, понимаете? Они думают, их не знают, а других-то нету. Хотел спросить у девушки, простите, а кто именно боится? Я имею в виду Россию. Потому что идет простая политтехнология против... Да. Абсолютно. Идет простая политтехнология против... Да? Россия боится, да? И они идут просто на опережение. Да, само собой, потому что, опять же таки, то, что происходит сейчас за кулисами, это простая политтехнология, когда надо обвинить для того, чтобы... Но опять же таки, вопрос Чечни никак не обсуждается и нигде не обсуждается, да? И то, что вы делаете в Европе, скорее всего, это чувствуется. Да, и не просто так вот эти люди сидят пару лет в Европе и действуют именно по указке ФСБ. А это просто прочищать мозги. Что? Вы имеете в виду в зародыше как бы задушить, очернить, и чтобы народ не потянулся, да? Да, я это... Да. Нет, там не только народ, там просто в корне вот это дискредитируют. Вот сегодня вот эти перехватчики, которые во всех средствах в которых во всех средствах на Западе, вот здесь, в европейских странах раскручивают. Вот завтра наши какие-то единомышленники тоже попытаются, да, вот это прорвать, скажем так, пробить эту брешь, да, в информационное поле попасть. И ты уже будешь очередным вот таким непонятным, вот как Кутаев это представил, да, якобы он там адекватный какой-то, не это самое, не исламское государство представляет. И тут же он потом на каком-то этапе потом антисемитизмом занимается, да, там, о сионистах. Тут же он угрозы какие-то кидает. Кстати, вот эти его ролики нужно все равно. Мы просто буксуем, да, я в частности немного, грубо говоря, буксую. Нужно открытое письмо написать со всеми вот этими угрозами, то, что у них в ПАСЕ происходит. Потому что он угрожал и головоотрезанием именно вот нашего, скажем так, нашего мнения людям, они там угрожают, он головоотрезает, потом вот эти половые органы, там, как Путин говорил, делает обрезание, извиняюсь, таким образом, что ничего не вырастет. Вот такими нарративами там грозился. Потом вырезанием языков осуждаю полностью. Вот такими нарративами грозился. Это все нужно открытое письмо тоже написать, и чтобы вот это все видели, что это там. А вы думаете, чтобы это не поддержали своего этого... вы думаете, это не фиксируется и не отслеживается? То есть, как бы... Это может фиксируется, но получается так, что как бы если молчат остальные, то это нормально происходит там как бы в чеченской среде. И Кутаев говорит, что озвучивает интересы чеченцев. Кутаев, который сам эти петушиные угрозы, террористические угрозы пропагандирует, да, то есть запугивает, чтобы люди не стали нашими вот единомышленниками, да, не вокруг нас там не сплотились, то это не просто так здесь происходит. Все вот эти угрозы, которые идут из ЧГТРК, потом сейчас одних за другими вот этих исламистов здесь полностью за ниточки дергают свое детище, которое понаплодили здесь. Вот это все делается. Там самая проблема в чем? Основная проблема, да? Когда вот эти угрозы поступают, просто люди не начинают, как бы, ну, скажем так, присоединяться, да, к вот этому делу. Вот это вот дело, оно должно было уже в разы больше оборотов набрать. Потому что, да, единомышленники есть, но люди боятся.
Боятся почему? Потому что угрозы происходят, угрозы идут, и эти люди продолжают там где-то, представь, даже из ПАСЕ идут угрозы, и эти люди там где-то... И получается так, что вот эта пропаганда, которая в нашем обществе, там, всемирного заговора, там, кефира, мефира, вот это через религиозную тему, там... Масоны, да? Да, получается так, что это как бы, ну, скажем так, действительно, не так ли это? Потому что как это так? Вон сидят люди, угрожают, короче. Вот это происходит, и с ними ничего не происходит вроде, да, там и в ПАСЕ они где-то лазят. То есть серьезные люди об этом говорят, значит, это имеет место быть, да? Да, еще молчание – знак согласия они воспринимают. Молчание народа, общество. Поэтому нам важно альтернативное мнение высказывать и осуждать эти действия и показывать вообще другую сторону. Потому что завтра, когда наши единомышленники будут тоже пытаться уже не разыгранным вот таким сценарием, а естественным образом как бы попасть на вот такие информационные площадки, политические, то мы уже будем очередным Кутаевым, очередным там Абдурахмановым, очередными там вот этими Джамбулатовыми, очередными Багдади, короче, да, вот с этого, с Ближнего Востока, чем вот эти вот всякие волосатые не отличаются, да, такой же Багдади, только вид сбоку. Короче, все мазаны будут одним этим, да, кремом. Кстати, вот этот Кутаев, да, буквально до того, как он сюда перепрыгнул в Европу, админ, можешь ты включить вот это видео, где он про якутские алмазы высказывается? У тебя есть оно? Если нет, то я тебе сейчас сразу скину. Про якутские алмазы видео. Так, сейчас кидаю. Ибрагим, получается, как бы по вашим словам, что любой человек может попасть в Европу и агрессивно продвигать интересы России, да? Да, на европейской платформе. Что? Не понял. Ты если не услышал, еще раз повторю. Я говорю, получается, как бы, по твоему мнению, по твоим словам, получается, любой человек может приехать в Европу и продвигать агрессивной форме интересы России, да, вот на любой европейской платформе. Любой не может, но тут что-то происходит непонятное. То есть, нет, не любой, а имеется в виду маломальский там как бы. Без разницы, как бы то ни было, вот эта ситуация, она какая-то нестандартная. Тут не должно было этого происходить. И вообще, каким боком Россия сидит в ООН? Давайте об этом теперь говорить. Вот я же это и говорю. Как вот. Россия попала в ООН? В ООН было 5 постоянных вот этих... как это правильно формулировка? Представительство. Не. На постоянной основе сколько? Я говорю, представительство. 5 государств на постоянной основе, они заседают в ООН. Это там Россия, Китай, Америка. Напомните мне еще. Франция есть там? Франция, Англия. Их 5, да? 5 вот этих государств на постоянной основе, они представителями в ООН являются. И теперь, что тут произошло? Советский Союз, как государство, оно распущено, развалено. Теперь Россия каким-то чудесным образом стала правопреемником без проведения на то ни референдума, ни абсолютно никаких ни конгрессов общенациональных, ни голосования, ничего подобного, ни петиций никаких. Ничего не происходит, тупо вот мы правопреемники, видите ли. Другие страны же не возражали этому. Там возражать, не в этом дело. Дело в том, что если что-то делать, надо по закону. Референдума не было. Окей, все, где сидели, там и кивнули. Окей, как бы правопреемники. Но дело в том, что в ООН, в уставе ООН не предусмотрено
вводить более ни одно государство. Его нельзя, кроме этих 5 постоянных членов, никто на постоянку туда вводиться не имеет права. То есть нет прав как бы входить туда по уставу еще одному какому-то государству. А Россия является правопреемником, говорят. Окей, но в уставе отмечено, что и на правах правопреемника тоже нельзя. Так у нас получилось так, что ООН как бы перепрыгнула через свои собственные вот эти Тогда уставы. это претензии к ООН надо предъявлять. Ну вот что-то непонятное здесь происходит. Что-то непонятное в ООН и в этом ПАСЕ ваххабисты какие-то гуляют. Потом Кутаев, который... ООН ваххабисты захватили, что ли? Да, Кутаев, который якутские алмазы там в России, никуда из России не уходит, вдруг сюда перепрыгивает, представляет 25 народов, потом является президентом Ассамблеи народов Кавказа, потом он борец с всемирным американским сионизмом, он и борец, короче, против... Я не пойму, что здесь вообще происходит. И это все потом, этот мусор очередным вот этим пластом, очередным слоем на чеченцев ложат. Зачем это надо? Нам это не надо вообще. И у нас тут вообще не осталось никого, кто об этом даже говорить не боится, да, там. Плюс вот эти дебилы, блин, здесь наплажденные там со своими чувствами. Смотри, еще проблема в чем? Нам все можно было бы избавиться от всех этих действий России, если бы вот это вот чеченцы европейские поддержали бы вот нашу деятельность, да, допустим, но вот угадайте, какой единственный барьер, из-за чего вот нас, короче, вот критикуют, ругают, оскорбляют и не хотят вообще прислушиваться. Так, угадайте. А что там угадывать? Там и так админ, крутани-ка вот эту вот персону. То есть это его интервью, там, правда, это ролик, как бы его совместили, чтобы показать, что сейчас представляет вот этот персонаж, и что он буквально, когда вот это вот ролик там мастерили, да, монтировали, буквально до этого за полгода, там за год, что он говорил, и уже вот сейчас, что он говорит, это как бы соединенный такой ролик. И вот интересно, как это так. И теперь он в конце своей миссии говорит: встретимся в Москве. Покажи это одни. Сейчас для доклада мы предоставим слово президенту Ассамблеи народов Кавказа, кандидату философских наук Руслану Кутаеву. Кавказ и кавказцы будут и дальше находиться гражданами Российской Федерации. Вся российская страна от Калининграда до Владивостока – это есть часть кавказской территории, и кавказские народы в равной степени претендуют на все природные ресурсы, на все леса, золото, нефть, газ, бриллианты якутские и все прочие природные ресурсы. Сейчас Кавказ вы из России выгнать не сумеете, и мы с этим не согласны. Мы, чеченцы, не согласны. Отступные для того, чтобы мы вдруг ушли, это очень большие. Я это говорю от имени Ассамблеи народов Кавказа. До этого своего выступления я консультировался с представителями каждого народа кавказского. И мы, поговорив обо всем этом, собственно говоря, я выражаю мнение не всего Кавказа, а кавказцев, и казаков, и русских, представляющих Ассамблею народов Кавказа. Мы убеждены и мы считаем, что можно сделать, каким образом можно решить эту задачу. Вот этим мы, чеченцы, обучены лучше и больше всех,
пожалуй, во всем мире. Мы граждане Российской Федерации, и мы приняли очень важное решение – Ассамблея народов Кавказа. Мы приняли решение, что никогда от нашествия России мы не избавимся до тех пор, пока мы не возглавим это государство. Я не оговорился. России сколько лет управляют евреи, армяне, эти народы. Я абсолютно против них ничего не имею, хотя у них есть свои этнические государства. Израиль, Армения. Можно мне этот ролик? Молодцы. Я, честно говоря, восхищаюсь ими. Молодцы, молодцы. Но мы тоже не лыком шиты, и нас тоже не нашли на каком-нибудь грядке в огороде. Мы, народы Российской Федерации, включая русских, мы, народы Кавказа, говорим, для того, чтобы избавиться от бед, нашествия, преступления, преследования, мы можем спастись только возглавив эту страну. И поэтому я хочу поздравить Сакурова. Ни в коем случае все ваши потуги, они безуспешно закончатся. Мы ни в коем случае не отказываемся от уренгойского газа, тюменской нефти. Ни в коем случае не отказываемся от якутских алмазов и магаданского золота. Леса Сибири принадлежат не только китайцам, которым вы раздаете, они принадлежат и нам. И поэтому мы, народы Кавказа, от имени Ассамблеи народов Кавказа, точнее Ассамблеи народов Кавказа, и все представляющие народы попросили меня сделать заявление согласно вот того разговора, который произошел между президентом Путиным и Сакуровым. Сакуров выражал мнение, ожидающее новой власти, которая после свержения или смены Путина, то, что начался уже отторжение власти Путина, это абсолютно понятно. Поэтому мы вам говорим, мы не согласны, мы не только не согласны сидеть где-то на окраине, мы заявляем, мы будем одни из тех, кто будет управлять Россией. Мы только на это условие согласны. Мы будем равны среди равных. Мы, наряду с тем, что будут и пехотинцы, мы будем и управленцы. Мы будем и в Министерстве обороны, Министерстве иностранных дел. Мы будем менять повестку дня. Не вы в Кремле будете менять повестку дня, выталкивая Кавказ и кавказцев из Российской Федерации. Мы никуда не уйдем. И нет таких отступных, которые вы могли бы нам дать, чтобы мы ушли. Нет таких отступных. Кавказ остается в России. Кавказ будет претендовать на всю Россию. Кавказцы будут двигаться для того, чтобы управлять Россией. Кто там хлопает? Как пират. Короче, за полгодика до того, как вот прилететь. Сейчас, пока не слышно, подожди. Пока не слышно. А кто там хлопает, вот пока ты не начал? Кто там хлопает и все? Там массовка есть, да, массовка. Я не понял. Один момент. Это просто ролик, он как бы совмещен, да? В Одессе его выступление, а там, где его представляют вначале, это уже он в Украине, здесь в Европе, да, когда он приехал, его закаевцы, вот этот Абдулла Артаханов, его представляет, короче, как там, я не знаю, какого-то философа, там, правозащитника, да? все его регалии какие-то там, да? Мехди как будто бы. Да, рекламируют его, и он там выступает среди них. В Закаевском вот этом жамаате, который якобы хочет представлять Ичкерию, Закаевский жамаат. Так я не понял, Ибраим. И получается, по его словам, его устраивает быть гражданином Федерации Российской? Это его разговор. Потом, через полгода, он здесь появляется, он закаивается, его начинают раскручивать, дарят ему какие-то награды. Вот это
ОМОН-Си, честь нации, там, чеченская государственная награда, высшая награда, короче, орден высшей степени, честь нации. Вот эту награду ему дарят, его раскручивают, потом вот эти вот все русскоязычные СМИ, всякие блогеры начинают его интервью у него брать, его раскручивать, и вдруг он становится личным врагом Путина. Угу. Когда он перечислял все ресурсы России, я хотел как пират добавить еще, что мы претендуем на камчатский краб. Но потом думаю, ладно. Короче, вот такая ситуация интересная. Ибрагим, мне кажется, надо искать заказчика, кто его заказывает, кто деньги платит, потому что такое ощущение, что тут идут жесткие деньги. В тот момент, когда Ичкерия станет свободной, очень много олигархов рухнут, которые зарабатывают деньги на том, что сейчас происходит. Я не знаю, насчет этого я не знаю, просто вот за нас они очень сильно вот так вот держатся, зацепились. Просто там есть вот эти ряд преступлений огромного масштаба, да, включая там учения с рязанским сахаром, засекреченные на 75 лет. Вообще, я считаю, что вот эта война в Украине, она просто является продолжением вот этой темы, чтобы уйти от ответственности. То есть создать дестабилизацию, да, в государстве российском и вогнать его в состояние войны, чтобы вот так вот не быть привлеченными, короче. И еще вообще-то сейчас опасность, к чему это все придет в итоге. Потому что эти люди не хотят как бы сесть за скамью какую-то подсудимых, да. Уже чеченцы там вообще в стороне. Все равно это дело, и оно как бы остается. Хоть все там молчат, но это никуда не делось. Там произошедшее где-то в Грузии, произошедший ряд преступлений в самой России, вот эти всякие политические, это все, это же осталось как бы. Это осталось, я согласна. Украина не совсем связана с тем, что происходило раньше. У Украины чуть-чуть другие корни, но все то, что происходило и будет происходить, это будет умалчиваться именно из-за того, что идет война. И не будут давать возможность этому выходить, всплывать наружу. Но я хочу сказать, что вашу борьбу и ваше движение, я понимаю, что чувствует в Европе, и, скорее всего, что Россия именно так реагирует на то, что она реагирует, благодаря вам. Потому что, я, во-первых, абсолютно согласна, Ибрагим, со всем тем, что вы сказали, потому что если они идут на опережение, вы должны усилить влияние и асбара, разъяснительную работу в Европе, потому что это все надо выносить уже на более высокий уровень. И все, что касается YouTube и, может быть, телевизионные каналы, которые смогут это озвучивать, но, поверьте мне, это небезопасная дорога. Но вас чувствуют. По те высказывания, которые я видела в этом ролике, вас чувствуют. Не в этом ролике, а в предыдущих. Они понимают, что происходит. И вы правы, абсолютно правы. Впрочем, то, что вы сказали, вот этот весь террор, да, который начался здесь в интернете, он ведется тоже. Как бы это тоже такая, скажем так, борьба или деятельность на опережение, на каким-то образом, чтобы задавить вот это все. Звенья одной цепи. Да, там уже вот у нас несколько человек, да, которые единомышленники с нами говорили. Вот представьте, мы нигде нас нету, как бы они везде нас троллят, типа вы там, у вас сколько, 2 человека всего лишь, там 5, 10, вот такие заявления. Вроде бы нас нету нигде, ничего, а вот какие у них там происходят вот эти вот телодвижения, да, там процессы. И несколько человек уже там близких дома, там Чеченской Республики, они уже вынудили заткнуться. То есть вот такая вот у нас есть тема. Короче. То ли еще будет, да? Это по-чеченски говорится, лоуза. Да, лоузер. Вас почувствовали. Почувствовали.
Да, вот эти европейских этих радикалистов из нашей среды призывают, к угрозам по отношению к нам, мягко сказать, призывают к всяким действиям, что вы там сидите, молчите, вон там у вас атеисты сидят. Механизмы пытаются применить механизм каких-то тейпов, применить там механизм каких-то там угроз. Потом... Зера, это даже не то, что кто-то их призывает. Ты понимаешь, вот мусульманин, он все-таки, у него есть вот эти вот какие-то вот качества ревности и так далее. Да? Когда вот ругают его религию, это автоматически срабатывает, понимаешь? Это даже не нужно никого призывать к этому. Это можно даже вот автономно сработать. То есть автономно человек вот сделает намерение ради... Ну, Ибрагим, ты же знаешь эти моменты. Сделает намерение ради Аллаха, там, отомстить, короче, и пойдет сделать, да? То есть это даже здесь не надо какой-то заговор искать. Это не происходит. Это как раз-таки специально нагнетается. И вот в ЧГТРК они буквально на днях сделали там передачу и оформили типа атеисты-безбожники и отсутствие мужественности. То есть в Европе вот атеисты-безбожники там якобы появились какие-то. И отсутствие вот этого мужества, да, для того, чтобы их там остановить, скажем так. Ну, вы уже засветились, наверное, везде. То есть вот это такой завуалированный призыв, скажем так, да, идет. Ну да, причем этот призыв как бы понятен всем, да, то есть всему народу имеется в виду. Даже если они между собой, у них нету какого-то, да, общего, то есть они могут между собой враждовать, а против вас могут объединиться, да, потому что как бы то, что вы как бы транслируете, да, это, короче, непонятно и тем, короче, понимаешь? Ибрагим, я абсолютно вас поддерживаю. И если вы будете вселять именно в этой системе то, о чем вы говорили, будем поддерживать со всей силы. Мне уже вот предыдущий вот спикер сказал, вот они объединяются. Действительно, не на этой идеологии уже есть такие несколько человек, которые связались как бы с их там чат у них голосовой идет, туда они зашли там, и они там, мы вместе с вот про-ичкерийские, то есть которые за независимость, которые находятся в Европе, чеченцы, связались вот с домашними и там вот в голосовом чате и говорят, вот мы вас полностью, мы с вами вместе против атеистов. Вот они объединились уже даже вот на этой почве, они готовы объединиться, представляете? Не совсем ичкерийский, да, потому что это тоже надо отметить правильно. Я понимаю, позиционируют они, да. О чем, да, вот они позиционируют себя такими. Хотя, по сути, давным-давно они Ичкерию бросили, вот эти религиозные, да, там, вот эти строители, там, шариатов, халифатов, они давным-давно, они как раз-таки являются противниками, там, чеченского, независимого, национального, да, демократического, вот все, что с этим связано, они как раз-таки за вот эти халифаты, за вот такие темы. Просто сейчас, когда всех начали зажимать после этого ИГИЛа, после вот этой темы, они аккуратно там переобулись в организации, там им подкинули уже идею необходимые юристы, там кто надо, да, как дальше действовать. Они аккуратно как бы обулись вот в эти организации, всякие культурные центры, ушли в эту тему, и через это потом вдруг ичкерийский флаг, да, начали, короче, поднимать снова об Ичкерии, говорить, но Ичкерия – это исламское государство, заявлять, да, там исключительно. То есть тут что по сути происходит? Вот эта попытка… Отмена понятий, ты имеешь в виду? Попытка уничтожить вот эти, скажем так, настроения за независимость, за государственность, за демократию, она не удалась. Потом вот эта вот среда, которую используют для уничтожения вот этих
вот таких вот этих интересов, этих настроений, да, их опять возвращают назад на исходную точку, откуда они там, чтобы снова зацепить вот это оставшееся, да, и опять его потащить по тому же сценарию, опять дискредитировать, опять утащить это все. Как будто бы он ИГИЛа им недостаточно, да, он в Чеченской республике, то, что были какие-то вот эти, которых там радикализировали последние, какие-то партизанские там вот эти движения, да, то, что было. В итоге они делают присягу вон туда, дедушке Багдади в Сирии. И это все заканчивается там в Багузе. То есть, казалось бы, все, уже пришли к финишной прямой. Нет, теперь нужно вернуться опять назад, опять зацепить Ичкерию и опять с новыми силами, да, с новыми силами подтащить ее опять туда. В Багуз, да? Да, в Багуз. Или в Алеппо, я не знаю, куда. Не, Багуз, последняя точка была. В Газу, например. Я, например, это вижу, что в Газу тоже там вот это вот Тумсо Абдурахманов проект. Вот эти Сосетлинские, Костекские. Они тоже как бы попытка вот так в Газу утащить куда-то это все. Без противогаза. Военные цикадис, ведущие какие-то видео, мои последние, вы что корректно, блядь, я говорю. И радио марш чувак, он последний. Можно я сделаю маленькую рекламу? Я не знаю, если это назвать рекламой, но я бы хотела попросить все те, кто живут в Европе, завтра, как вы все знаете, идет сейчас Евровизион. Если вы можете проголосовать за нашего певца, будем благодарны, потому что всегда за последние несколько лет не дают пропустить наших певцов. Даже если в прошлом году она заняла первое место среди всех голосующих, ее засудили и не дали ей выйти на первое место. Буду благодарна, если нужна помощь, как голосовать, буду рада. Да. Вот да, нужно да, я потому что я тоже сам не знаю. Я у Шалинского спрашивал, он как раз в этой теме там тоже голосовал. Он говорит, ему друг там проголосовал, знакомый. То есть на какой номер и как правильно это отправить полностью. Да, я перешлю, пожалуйста. Да, буду благодарна за поддержку, потому что как только это Израиль, для них это прямо как красная тряпка. И в прошлом году она заняла... Ага, да. В прошлом году первое место среди всех стран, которые голосовали, а судьи засудили. Угу. Я пошлю вам, как зайти, как проголосовать, потому что мы сами не можем, а только другие страны. Ага, значит, сама... все понятно. То есть страна, которую представляет вот этот певец, она не голосует. Да, понятно. Ну, нет, мы можем голосовать. Это тоже опубликовать, да, чтобы наши там единомышленники все тоже участвовали. Вот эти два человека... Да, огромная благодарность. Я предлагаю на канале НИСО опубликовать. Да, там опубликуют. В общем, войной, обед по расписанию, да? Нефтедобычи, переработки сидят американские сионисты, они вот эту Пехлеви свою дочь там выдал за сына одного еврейского сиониста, там торг состоялся, бракосочетание, они это считают уже ихнее. Понимаешь, и вдруг, когда сейчас на это что-то попадает, он говорит, слушай, мое не трогай, мы же помним, они гои,
А то, что принадлежит гоям, никому не принадлежит. И вот приходит Богом приближенные, пригретые, солнцеликие, и они, конечно, считают, что это их свое. И здесь, я думаю, конфликт только на начале. Мы должны сейчас нашим... Гои, можете пояснить, это кто? Очень прошу, передайте мне эти видео. Я буду делать эфиры. Я такой разнос устрою. Я вас очень прошу передать. Похлеще есть у меня, вам пришлю вам. Я буду рада это все опубликовать у себя и сделать эфиры на эту тему. Мне это перекинь, Абу Кирилл, я дальше. Майя, если можно, мне в Телеграм, я уже там не разбираюсь, у меня мусор, там целую точку, что-нибудь такое прислать. Да, вот вкратце можно разъяснить, что такое гои? Это кто? Рабы, там, кто это? Короли? Нет, я объясню. Нет, пожалуйста, не надо коверковать. И я объясню, что такое гой. Гоим – это слово, которое из Тора. Гоим, гой называется наш народ. И вообще гой, слово гой на иврите – это народ. Окей? То, что передергивают и как-то меняют, не зная самого языка, не понимая языка, да, передергивают и перестраивают это выражение, это делают те люди, которые абсолютные ослы, абсолютные ненавистники еврейского народа. Гой упоминается и повторяется как минимум 40 раз. В самой Торе народ Израиля является гой. Любой другой народ, который живет на этой планете, тоже называется гой. Поэтому тогда, когда говорят, что мы ненавистники, что мы не любим другие народы, мы и все остальные для нас гоим, да, все остальные для нас гой. Точно так же, как и мы являемся гой. Вот всем антисемитам я прошу, зарубите себе на носу. Вы гои, и мы тоже гои. Это народ, это название. Народ. Точка. Мы не гои. Девушка, гои это евреи или не евреи? Вот это мне интересно. Да. И евреи, и не евреи. Слово перевод, да, с древнего иврита. Не, вот это обращение гои, это идет к евреям или к неевреям? Да, это ко всем. Это ко всем. Если вы возьмете Тору. Это применительно и к евреям в том числе. Вы возьмете... Да, конечно. В Торе нас называют гой. Понял. Понятно, вы сказали. То есть это можно сказать, мы люди и вы люди, да, как бы вот как это. Например, мы народ, вы народ. Это народ, это не люди. Это не люди, это обращение к народу. Обращение к народу – это не люди. Люди – это другое слово. Гой – это народ. Еще раз подчеркиваю, любая другая интерпретация – это полностью антисемитские высказывания. Это для того, чтобы показать, что как будто бы евреи разделяют другие народы. Нет, мы не разделяем, мы не имеем права такое делать. Нам запрещает наша религия это делать. Почему вы убиваете палестинских детей, убиваете этих ребят, маленьких детей? Кого? Почему убиваете евреев? Я не понимаю. Да, сколько покажи мне, потом говорите. Да, конечно, мы палестинских убиваем. Мы захватили территорию. Что еще ты хочешь узнать? Да. Не... Задай нормальный вопрос. Вопрос задай, пожалуйста, чтобы я могла ответить. Да. Зачем вы убиваете? Детей где? Палестине. Где? А давай с тобой познакомимся. Как тебя зовут? Я не хочу знакомиться с тобой. Меня зовут Мухаммед. Я живу в Норвегии. Ты антисемит. Мухаммед? Да. Ты где живешь? Да. Ты где живешь, Мухаммед? В Норвегии я живу, еврейка. Это Мухаммед? Я твой рот ебал, еврейка. Я твой рот ебал. Что есть рот? Вот.
Вот. Майя, извиняюсь. Что за бескультурие, что за мат? Ну, давайте нормально общаться. Короче, успел проматерить. Ну, я просто, вот он меня, знаете, что напомнил? Нет, это все в порядке, все нормально, не надо просить прощения. Нет, все хорошо. Здесь вот как-то, когда вот эта украинская началась, первая русско-украинская в 2014 году, они туда начали закидывать там чеченцев. И кроме чеченцев по телевизору вообще ничего не показывают. Типа чечены, видимо, они то ли запугать хотели украинцев, ну, с одной стороны запугать, типа там чеченцы, они там это страшные головорезы, 5-10. С другой стороны, это как бы на нас перекинуть вот эту удар весь ненависти, что и получилось. Весь фокус на нас перевести. Кстати, вот у меня на аватарке вот это сердечко, оно как раз-таки означает то, что я всецело, со всего сердца, от всего сердца поддерживаю украинский народ, его не какие-то там правительственные, какие-то неправильные действия, а как народ Украины, который хочет просто сохраниться народом, государством, вот поддерживаю. Но сейчас я не об этом, я просто что хочу сказать, когда они этот процесс запустили, у них получилось. И вот здесь, в Австрии, когда там митинги начали проходить украинские, мы как бы тоже начали с ними, ну, проявлять солидарность там и поднимать чеченский флаг, чтобы показать, что чеченцы всецело поддерживают украинцев. И к нам начали вот относиться так настороженно. И вот который сейчас сюда заходил, вот этот вот петушок, вот как и он, вот такая вот, ну, вот он меня очень напоминает бабушку, которая подошла к нам и спросила, что это у вас, сыночки, ребятки, за флаг. И мы ей говорим, бабушка, вот это флаг, чеченский флаг чеченского государства. И бабушка говорит, ой, почему вы нас убиваете на Украине? И вот эта вот бабушка, которая здесь сейчас была, вот точно один в один такая же бабушка. Почему вы убиваете палестинских? Это, короче. Вот эта бабушка, которая просто телевизор где-то там посмотрела и больше вообще не интересовалась этим ничем. Абсолютно, чтобы вот самому пойти чуть-чуть для мозга своего, самообразования, развития. Это полезно. Просто пытаться как-то работать своим мозгом, не чужим мозгом, не чужой пропагандой, просто ее пересказывать здесь. Вот такие вот бабушки. Вроде бы не старые, молодые, но уже у них вот в голове, короче, бабушкины мозги какие-то непонятные. Я хочу еще раз, чтобы все те, кто находится в этом эфире, слышали. Гоим – это народ. Нас в Торе Бог называет как минимум 40 раз. Гоим – Гои – народ. Поэтому любая другая интерпретация этого слова является антисемитистским нарративом. Понимаете? Любой человек, кто вам что-то другое скажет, он является антисемитом и полным ослом. Просто если что скажет, пример других людей. Спасибо. Если что скажет, не услышал я. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста, я не расслышал. Еще раз. Да, повторю. Слово «гой» переводится как «народ». В Торе нас Бог называет как минимум 40 раз. Гоим, гой, гой, народ. Любая другая интерпретация этого слова является нарративом антисемитов. Лишь бы, чтобы показать, что как будто бы мы ненавидим другие народы и принижаем их. Нам по религии нельзя такие вещи делать. Нельзя. Потому что если мы будем использовать хоть какую-то риторику, которая принижает другие народы, и те, я скажу, евреи, израильтяне, которые этим занимаются, осуждают. Нам по религии нельзя таких вещей делать. Абсолютно. Поэтому еще раз повторяю. Нет, мне важно, чтобы вы услышали. Говорите. Говорите. Нет, говорите, это у меня запаздывает, говорите. Не, я говорю, я ранее слышал и думал, что это применительно по отношению, то есть евреи применяют по отношению к неевреям, то есть
ну, другим народностям, да? Народностям, религиям и так далее. Я так это воспринимал. Еще раз, есть те люди, которые не от большого ума. Но я абсолютно с полной ответственностью вам говорю. Гоим – это точно так же наше название в Торе, как и другие народы. Любой другой человек, который использует это в какой-то другой коннотации, является либо тупоголовым, либо антисемитом. Я не веду даже, говорю о своих. Гоим – это народ. Точка. Спасибо. Все, понял. Доктор, приветствую вас. Маршал Дамасарга, всех приветствую. Приветствую. Сейчас пару дней назад, по-моему, на канале, одном из каналов, Александр, его зовут, и фамилия, там, не помню. Ну, он частый гость был с Узбекистана, еврей, родившийся и живший до конца 80-х в Узбекистане и сейчас живущий в Израиле. Он пытался 2 часа объяснить, что такое Гой в Торе. Сейчас, как Маюша сказала, 40 раз Всевышний обращается к им как народ в Торе. Но явно какие-то люди, вроде бы и не противники, но препятствовали ему. Я заметил, чтобы он это объяснил людям. И в несколько часов он рассказывал про Тору. Я там еще Верта был, я ему вопросы сравнивал из Корана, из каких-то исламских ученых, бывших уже, которые еще давно, несколько веков назад живших, задавал вопросы. Многое соответствовало. Я хочу подчеркнуть, если что. Еще, в принципе, я хотел сказать, что иманисты, религиозные, мусульманных и Богом, беспредельно, безлимитный хулхшухил, меча канал, что ему дохом, да, мат, перемат. Дома нету. Я закончил. Маршал Кирилл Аджула. Покажи, доктор. Пока ваши ответы здесь, слушайте, еще одно видео ведущий я закинул. Можешь показать? Просто я хотел показать вот этих людей, которые вот эту молодежь настраивают, вот, предводители в Европе, которые сидят, и потом, когда я спрашиваю, они становятся демократами, подстрекатели вот эти. А где это? Киев. Это где? Киев. Мама дорогая. В Киеве, видите, полдома нет. Потом они будут говорить, что они не ударяют по мирному населению. Так они вам скажут, что вы по Белгороду ударили. Угу. А потом спрашивается, чем они отличаются от иранцев, которые бомбят по всему Израилю и бомбят по всем населенным пунктам. Одно и то же. Так они вам могут возразить и сказать, о чем вы отличаетесь от Израиля, который бомбит сектор Газа. Я могу возразить тем, что в секторе Газа есть очень много ресторанов, которые подают прекрасную еду. Так они и в Киеве... Да, это можно проверить, зайти. А и в Киеве тоже зайти есть в масса. Инстаграм и проверить.
Да, но мы говорим сейчас о секторе Газа, в котором есть прекрасные рестораны, в которых подают шикарную еду, и почему-то они прекрасно ходят и покупают эту еду. И, ко всему прочему, последние айфоны, у них очередь стоит на улице. Интересно, откуда у них такие деньги, чтобы покупать последний iPhone? У меня нет денег, чтобы купить такой iPhone на данный момент. Я не хочу даже тратить на это деньги. Даже если бы они у меня были, я бы не тратила на это деньги. Нет, а почему-то в Газе у них есть деньги на последний iPhone. Нет, я просто говорю как сравнение. Да, но мы тоже параллельно проводим. Я просто говорю, что в Газе нет воды. Ты не можешь да, с Россией параллель провести. Нельзя там с Россией параллель. Нет, но мы же исходим из очевидного. Почему? Вот потому. Кто мне простая параллель. Сейчас... Россия. Нет, простая параллель. Нет, только меня не записывайте в агенты там России и так далее, да? Да, давайте послушаем этих двоих. На подкормке сидят у еврейских сионистов, особенно своей ненависти блещет Линдси Грэм, который в разгар идущей войны Ирана требует от Трампа, что Соединенные Штаты Америки должны начать войну и против Ливана. Он патологически больной ненавистью к мусульманам. У него прямо он зажигается, он прямо воспламеняется, когда разговор заходит за мусульман, за ислам, потому что эти люди нет у тебя, друзья. действительно второго сорта с точки зрения еврейских сионистов. Эти люди, Линдси Грэм, министр обороны, председатель палаты, Нижней палаты Конгресса Джонсон, они все люди второго сорта, и они вот эту сортность на себе сами определили, и они готовы этому следовать. И когда появилась опасность, что их хозяевов могут сейчас сдвинуть, рабы подняли писк и визг, и они сейчас зашумели. Они сейчас пытаются всем своим вот этим последним издыханием хоть какую-то часть американцев отвлечь от разоблачений сионизма в англосакском мире, в Соединенных Штатах Америки. Они видят их корабль под названием «Сионизм». Он дал уже очень большую пробоину, и этот корабль уже дал крен, и в принципе он будет потоплен. И они пытаются на проверенной после Второй мировой войны сионизмом испробованы многократно на разных народах, в том числе и на исламских народах в России, через русских сионистов. Они сейчас последний марш-бросок сделали для того, чтобы хоть какое-то внимание переключить на мусульман. Башни-близнецы, уже это американцы доказали, сбили именно Моссад и Израиль, и все остальное совершаемые так или иначе преступления в Соединенных Штатах Америки связано с Моссадом, с Израилем. И вот Линдси Грэм там напоминал, что в каком году, в 1968 году Ливан совершил преступление против американцев, там 213 человек были взяты в заложники, но он не говорит вторую часть. Моссада рассказывал, что Моссад знал, в Израиле знали про эту операцию, они способствовали его проведению, и они ничего американцам не сказали, и они дали совершить это преступление. Но он ничего не говорит, как Моссад взорвал гостиницу в Великобритании, уничтожил огромное количество англичан, и они это все повесили на мусульман. Вот эти преступления, которые они сами совершают против американцев, британцев и остальных, они об этом не говорят, но это становится достоянием действительно населения, людей, граждан. И я не думаю, что
Линдси Грэм, вот этот алкаш, Хексет, что они доживут спокойную пенсию в США. Потому что американцы начнут, точно так же, как они с файлами Эпштейна это делают, они начнут их жизнь шерстить, и они увидят огромнейшее количество преступлений, которые они совершали. И поэтому я думаю, и как бы они ни верещали бы, и как бы они ни кричали бы, ничего уже им не поможет. Еще раз говорю, пробоина такая, что невозможно его залатать. Особенно в условиях, когда их судно плывет где-то в середине Атлантического океана. Порта нет. Его раздербанили. Все, некуда пристать. И поэтому, Руслан, конечно, они будут кричать, визжать, на себе волосы рвать в разных участках тела. Но уже американцы достаточно громко заявили, что их долго противопоставляли как белые против черных, черные против белых, как республиканцы против... Ну как пропаганда? Шикарная пропаганда. Я хочу только сказать, что Израиль является тем государством, которое диктует свои условия, которое диктует свою политику, и мы будем продолжать этим заниматься. И понимаю, откуда растут ноги, и тогда, когда ищут, у кого трава зеленее, несмотря на те проблемы, которые у тебя в стране происходят, обвиняя евреев, Израиль и Америку, ну, пожалуйста, делайте то, что вы считаете нужным, да, занимайтесь вообще-то своей страной, поднимайте свою экономику, не лезьте к нам. Мы прекрасно знаем, куда нам идти и что нам делать. А по поводу... он там говорил по поводу Ирана. Он говорил по поводу Ливана. Так вот, Ливан. Ливан не является независимым государством. Оно находится под влиянием Франции и Ирана. И та структура, с которой мы воюем не с государством Ливан, а мы воюем с Хезболлой. Хезболла – это прокси Ирана. Это шиитская фундаментальная террористическая организация, которая признана во всех странах террористической организацией, которая постоянно обстреливает наши границы, которая постоянно мешает жить Израилю. Та организация, которая обстреливает север и почему-то убивает мусульманских детей, я имею в виду друзских детей, ведь они тоже мусульмане, и их это не волнует, что там погибают от их ракет дети, которые являются их братьями по вере. Так что все то, что он мог тут сказать, да, ну это просто абсолютная чушь, это пропаганда ФСБ. И с Ливаном, самим государством Ливан у нас нет никаких проблем. У нас проблема с той организацией, которая само государство Ливан не может никак выбить. Они просят президент Ливана, правительство Ливана, умоляют, чтобы Хезболла покинула территорию Ливана. Не получается это сделать. И то, что мы делаем, мы оттесняем Хезболла, которая находится на севере Ирана, от наших границ, потому что это является жизненно важным для нас условием, так как ракеты долетают до наших городов, долетают слишком далеко вглубь, и они должны быть уничтожены. Точка. Это точно так же, как и Хутим, которые находятся в Йемене, которые стреляют в нашу сторону, государство, которое находится на расстоянии 2000 километров, которое не имеет никакой связи с государством Израиль, позволяет себе открывать огонь против Израиля. Любая такая террористическая организация будет уничтожена и убрана, и вычищена с лица земли. Все, я все сказала. Абсолютно согласен. Я просто показал виновников одурманивания молодежи 20 лет последних в Европе. Вот эти люди, вот здесь пишут молодежь, вот всех они
одурманили вот эти люди, виновники всего этого антисемитизма в Европе. И вот эти люди, Кутаевы, Закаевы, Сулеймановы, Путины и дальше. На самом деле пропаганда так себе примитивная. Секундочку, я хочу добавить, Пират, я хочу добавить по поводу Америки. Так вот, после того, как поменялась власть, я имею в виду именно сменилась демократическая власть на республиканцев. Во времена правления демократов были, во-первых, были сняты санкции с Ирана. Благодаря этим санкциям с Ирана, которые были сняты с Ирана, организация, которая называется Хутим, снабжалась оружием. Благодаря тому, что были сняты санкции с Ирана, организация как Хезболла снабжалась оружием. Прямой поставщик денежных средств, которые приходили во все наилучшие университеты в Америке и в Англии, является Катар. Катар является постоянным спонсором и Америки, и Англии, всех лучших университетов в этих странах. Не только университетов, точно так же они вливают свои деньги через третьи фирмы, вливают деньги в эти страны. Поэтому, сказав, что мы хоть как-то снабжаем Америку и устанавливаем свои правила, далеко не так. Но я хочу уточнить и сказать, что да, у нас есть свое лобби, да, мы продвигаем свои интересы, и да, это будет продолжаться, потому что Израиль — это сильное государство, которое поднимает еще больше свой уровень и влияет на то, что происходит на Ближнем Востоке, и не только. Так что подавитесь, я имею в виду этим товарищам. Все, Пират, тебе вопрос. Ты кто по нации, можешь сказать? Да, еще раз повторите, пожалуйста, не расслышал. Ты кто по национальности, можешь сказать? Я с России, с Москвы, а так корнями из Дагестана. Корнями из Дагестана. Вот для тебя это не пропаганда. Ты видел с Дагестана кто-то так призывает? Призывает народ, именно представители Дагестана? Да. Да, конечно, видел неоднократно. Где кто, скажи мне, кто? Ну, многие религиозные деятели. Кто с имя назови вот так, чтобы вот так. Ну вот, я если скажу Абу Яхья, тебе это что-то даст знать? Это в узких кругах, да, вот среди дагестанского сегмента. Смотри, я тебе еще раз говорю, для тебя это, наверное, такая пропаганда, да? А для нас мы все это прошли, проживали, понимаешь? Ты нашу не лезь вообще. Понял? Нет, при чем здесь это, Абу Кирилл? Я тебе говорю, пропаганда... Я тебе говорю это. Ты вообще, ты вот это недоволен, вот твои вот эти высказывания есть, оставь при себе. Какие высказывания? Я говорю, примитивная пропаганда, да? То есть можно пропагандировать намного лучше, на мой взгляд. А это у тебя в Дагестане пропагандируешь, лучше оставь нас в покое. А в чем дело? Что с тобой не так? Я что, не имею права заходить на платформу? Я вижу, что как ты вот эти твои несколько высказываний здесь, я слышу, вот это здесь, там возможность это с Россией, вы тоже бомбите, вот эти есть твои? Нет, я же параллели провел. Дешевые есть параллели свои, оставь при себе. Не, ну что ты так разговариваешь со мной, я тебе что сделал? Я тебе говорю еще раз. Я свою точку зрения высказываю. Что я собаку, я породу собаки знаю, когда он гавкает сразу. Понимаешь? Я не знаю, каких ты собак знаешь. Здесь собак нету. Каких ты там пород знаешь там. Если ты собачник, разбираешься в собаках, это твои проблемы. Да, я собачник. Ну, السلام عليكم ورحمة الله تورز بنا دكتور دحر نخش هذه بريمر هذا الجرمانيا نخش بوش هذا الخاص حول بس شو الزنا بس نخش هوش قيت بس تورز دكتور نخش متاح نخش إمام ولش نتصور كوي أربعة شهداء فهين هالشيء هذا هايت هذا روز دكتور هايت الله ده يبارك تجويد وبالمرخص شيء حوسيسه مش بارش صار نص هذا يحكي
Все, теперь все проблемы решены, да, все национальные вопросы решены. Все теперь, вот, все национальные вопросы решены, все, короче, больше нам нечего, все цели достигнуты. Можно расслабиться теперь, спокойно спать вот дома, отдыхать. Да, открыли чеченскую мечеть, чеченцы там собираются, будут теперь все это молитвы делать, все, теперь цель достигнута, все, расслабьтесь, хватит эти чаты, закрывайте, эти посе, прекращайте там всякие, все, мы достигли своей цели. Иншаллах, мы построим шарипат на всем земном шаре и вместе улетим на Марс. Алхамдулиллах. Подожди, у нас и Марс, и Луна. Типа заплати налоги. Луна уже мусульманская, потому что наш пророк раскалывал Луну как грецкий орех, вообще не моргая. Просто колодец и туалет не смог за 63 года хоть один вырыть, а Луну мог, как грецкий орех, раскалывать. Не, мы захватим снова. Я же сказала, что мы полетим и туда, заберем. Иншаллах. А так, маршал душек, марш дол, проводите свободными. Кафиры, наджасы, многобожники, безбожники, левобожники. Марш, шок чуёвый, да, да, твои боссы чего чакда, пахкарду, арсюли, арумш, да, шей махка, да, эзрастус келибиш, наш был, да, твоим цаем ойо, стать, цаум шеч, да, цаха, заколебать, ну и надо. Вообще, вчера классический, да. Да, вот это наши соседи, братушки, так называемые, мусульмане в кавычках. Они боятся больше, чем любой русский развала этого дерьма фашистского. Потому что при его развале, что нужно будет сделать? Правильно, все муллы вот, уезжают в Дагестан, освободит Ауховский район, который им Сталин подарил, да, юрт, да. Дамбу убрать, которая рыба, в нашей реке рыба шла, от вот это, с Каспия, который просто, да, конечно. Я не могу параллель проводить между Израилем, который бомбит сектор Газа, и когда русские бомбили меня, когда они бомбили роддома, когда рынки бомбили русские, когда бомбили мирные города, села, я не могу сравнивать это. Такие школы, больницы, там, где много людей, вот эти конвои гуманитарные, даже беженцы, которые на автобусах уезжают, их расстреливали. Вот у нас сейчас даже есть видео. Я пропустил через себя, вы пропустили, а вы тут там сказки тут рассказываете, сидите. Я могли. Извините. Они у себя дома, Израиль, они себя защищают. Если их не убивали бы, они никого не трогали бы. Кого они трогают, все они террористы. Поднимаются, товарищи. Когда к себе домой кто-то зайдет, себя и брата, и сына, и отца, мать убьют, тогда прочувствовать можно это, понимаете? Абсолютно с вами согласна. Израиль не нападает ни на одно государство. Нам незачем посылать своих солдат, своих детей на войну. Ни одна мать с них желает, чтобы ее ребенок воевал. Поверьте. Да, и такая же мама, и у меня старшая дочка в армии. Никто не хочет, чтобы кто-то из наших детей воевал. Да, но у нас просто безвыходная ситуация, и наша армия называется армия, которая защищает свой народ. Я перевожу название нашей армии. Это армия защиты Израиля. И я могу больше сказать, что даже король Иордании
Я только скажу вам, я не знаю, если кто-то здесь это знает, король Иордании очень часто просит израильскую армию пересечь границу и помочь ему на своих границах. Это не секрет, я могу это рассказать. Так что берите это тоже в расчет, что король Иордании просит израильскую армию зайти, пересечь границу и помочь ему разрулить ситуацию с бандитами. А бандиты — это те, которые находятся в Сирии, которые... Что у него с границами? Потому что он иногда не может... Не то, что иногда, да? Но есть те ситуации, с которыми он не может сам разрулить, да? Потому что его армия не отвечает определенным... как это сказать, как на русском правильно сказать, когда армия недостаточно подготовлена в определенной ситуации. Проблема откуда исходит? Они просят израильскую армию пересечь границу, и у них есть проблемы, да, с теми боевиками, которые идут с Сирии, да, они просят, чтобы помогли, и это факт. С боевиками, да? Секунду, дайте. Пират, я тебе могу параллель привести. У нас в домах израильтяне, евреи не сидят. У нас в Аухе 80 лет уже сидят дагестанцы, которые заселились в наши дома. Блядь. У нас вот эта проблема, понимаете? А еще можно добавить, им уже по третьему кругу дали деньги, чтобы дома уже отдельный район построили. Дома построили, деньги по третий раз уже дали. И они не хотят новые дома даже на берегу Каспия, где-то в Каспийске, где-то, я не знаю, в каком районе, переселяться в новые дома, в новый район, отпустить эти дома. Они на этом еще зарабатывают с российского бюджета каждый год. Так, мне это знакомо, я знаю, что есть проблема. Что и я к этому какое отношение имею? Да вообще никакого отношения. Ты сюда никакого отношения не имеешь. Смотри, если, Абу Кирилл, если ты... Я еще раз тебе говорю. Если ты меня спрашиваешь, как я думаю, да, вот про эту проблему, если лично меня спросить, то я считаю, что нужно было, вот когда вот репрессированные чеченцы вернулись, еще вот тогда, в 1959 году, нужно было отдать им дома, то есть вернуть дома и уйти оттуда. Это было бы и по-братски, и по всяким, да, понятиям. То есть это было бы правильно. Ну, если ты меня спрашиваешь, хочешь мое мнение узнать. И не было бы сегодня этой проблемы, понимаешь, которая вот, она вот отсвечивает по сегодняшний день. А то, что Сталин решил, то, что там Советский Союз, Российская Федерация, это уже другой вопрос. Но по-человечески нужно было вернуть дома и, как бы сказать, все, и вернуться, да, к себе. Плохие евреи, знаешь, как нас встретили? Ну, я думаю, нормально встретили. Я никогда не забуду, как отец 23 февраля они собирались, и как отец рассказывал, когда они вернулись, в нашем доме жили дагестанцы. Это правда. В Аухе? Нет, не в Аухе. В середине, в Ичкерии, в Чечне, прям, в глубине Чечни. Жили дагестанцы. Дед был старик вообще. Потом отец рассказывал, они яму выкопали и 3 месяца жили там. И дагестанцы не выходили. Милицию звали, чтобы их прогнать. И потом они собрали деньги, выкупили наши дома дагестанцев, и после этого они уехали. Я это не забуду никогда. Понимаешь? Я тебя понимаю, но если какая-то горстка дагестанцев или там, ну, условно,
неважно кого, да, если как бы повело себя непорядок. Не горстка. Имам Шимин мы помним 99-й год, что вы сделали. Мы не забыли. Нет, я имею в виду, если какая-то определенная часть, определенное количество там, да, народа что-то, это же не значит, что ты сейчас можешь обвинять там всех поголовно дагестанцев и всех их... Это мое мнение. Нет, ну ты имеешь право, конечно. Это твое мнение, твое, мое. Вот давайте эту тему закончим. Смотри, вот в Дагестане отмечают День Победы каждый год, вот это за 99-й год. В 99-м году то, что произошло, в Дагестане отмечают День Победы. Вот почему вы не соберетесь в Дагестане и скажете, это неправильно, несправедливо, это вообще ненормально это делать. Как будто День Победы... 9 мая имеешь в виду? Нет, в 99-м году то, что было. Вторжение, да, типа? Никакое, не вторжение. Никакое вторжение там не было. В Дагестане провозгласили шариат, потом позвали чеченцев на помощь, а потом начали стрелять им в спину. И теперь отмечают это как День Победы. Понимаешь? Нет, я понял. Вот я тебе сейчас отвечу. Ты имеешь в виду, типа, вот это так называемое вторжение, да, вот это вот? Которое, типа, ну я понял. Вторжением, не надо вторжением называть. Ну, хорошо. Вот, вы вот позвали мусульман на шариат, на джихад, на помощь. Вот это шариатская тема, вот это, да, хорошо, так назовем. Теперь День Победы отмечают там. Вот отмечают. Кто это отмечает? Это отмечают дагестанцы. Нет, вот послушай меня. Послушай меня. Это отмечают российские чиновники, российское нарративы. Это, понимаешь, это все от России исходит. То же самое отмечают очень много вот подобных праздников и так далее отмечают в Чечне. Это же не значит, что это разделяет все чеченцы. Чечня оккупирована. Чечня оккупирована. Дагестан подожди, пират, мы в тюрьме находимся. А Дагестан где находится? Дагестан за независимость, свободу, декларацию независимости не объявлял. Чеченцы объявляли. Вы остались в России, подписали референдум, договор с Россией. Мы не подписывали, мы поэтому воевали с ними. Вы остались. Не надо говорить, что вы оккупированы. Мы оккупированы, которые провозгласили независимость. Нет. Потом вы теперь отвечаете День Победы, которые дагестанцы, не русские, там дагестанцы, вот Шамильская, Скайповские всякие, там вот эти всякие имамы, они все топят за эту тему. Не надо. Нет, но это отмечает какая-то вот определенная часть, да, вот, которые прорусские, так скажем. В Чечне тоже очень отмечают много вот прорусских там нарратив, да? Какая-то часть чеченских в землях сидят, какая-то часть День Победы отмечает, какая-то часть, подставила чеченцев, другая какая-то. И вот так вот по частям у вас весь Дагестан получается. Да не весь Дагестан получается. Это вот получается... Пират, извини, есть хотя бы какая-то партия, какая-то, скажем, какая-то часть, процент людей или в России, или в иммиграции с Дагестана, там, неважно, какие бы они национальности не были, которые выступают против этой оккупации российской Дагестана где-нибудь, официально где-нибудь на каких-то социальных площадках. Есть такая партия, вообще существует? Мы допускаем, что Дагестан оккупацию, но есть хоть какая-то процент, какой-то нулевой, мизерный процент какой-то партии единомышленников, людей, которые против этой оккупации и выступают официально, рискуя своей жизнью, своих семей, своими жизнями, там, я понял, преследования, понимаешь? Да. Ну, и я не знаю, как у чеченцев такого нету, наверное, но есть определенные блогеры, есть определенные там исламские деятели. Это исламисты. Да, в Турции проживают и так далее. Да, есть такой там, Костецкий. Я скажу, подожди. Есть в Украине такой Ахмед. Подожди. Есть Цацителинский, сидит с этим Белокуровым и говорит, мы проиграли войну в Чечне. Вот такие, да? Есть такой же личность, как Ахмед Ахмедов, может, знаете такого, он в Украине, да, находится? Один он, да?
Ну, один, да, я не знаю, один или сколько. Ну, вот он, да. Тренеры подтянули там вообще роли. Да. Ну, он пытается своих... Сосетлинский ваш, он в любом эфире сказал, его спросили, если тебя с розыска снимут, ты поедешь в Дагестан? Он сказал, поеду. Все, вопрос закрыт, какая независимость. Ну, а тебя, если снимут, ты не поедешь, что ли? Да нет, конечно. Нет, если человек за независимость, он какой Дагестан оккупированный поедет? Ты что, это вообще бред какой-то собачий? Нет, я имею в виду, если ты будешь понимать, что нет у тебя угрозы, да, у себя дома, и ты можешь поехать домой и сделать какую-то там работу. У меня дома оккупация. Я не могу в оккупированную территорию поехать. Ты о чем? Ты вообще понимаешь, что такое независимость, свобода? Нет, ты меня послушай, Зера. Зера, ты уехал, потому что уже невозможно было работать дома, правильно? Если бы дома можно было бы продолжать работать, ты бы продолжал. Если бы ты понимал, что такое свобода, ты не задавал бы эти вопросы вообще. У тебя не поднимались бы эти вопросы. Я говорю, если есть возможность работать дома, почему бы не поехать и не принести пользу на местах, понимаешь? Если при этом ты знаешь, что тебе... Ты думаешь, мы покинули Чечню, что есть нечего или заработать? Ты так думаешь, что ли? Нет, я думаю, что вы покинули, потому что идеологически вы не согласились, да, вот, с режимом, так сказать. Каким режимом? Поясни-ка, а ну-ка. Ну, пророссийским, да, то, что вот, грубо говоря, захватили, да. Как ты это представляешь, поехать домой, если ты против пророссийского вот этого режима? Как? Нет, я имею в виду, если ты можешь поехать и на местах принести... Как ты можешь поехать? Скажи мне, вот как. Ну, ты же говоришь, если с розыска снимут, если там преследовать не будут. А при чем тут розыск, блядь? Ты вообще понимаешь? Я говорю, человек, который не понимает, что такое свобода, с ним не о чем разговаривать. Если ты понимал бы, у тебя не было бы этих вопросов. Есть сотнями, если даже не тысячи людей каждый год ездят туда-сюда по несколько раз домой, строят дома, и им наплевать там, и что там, что здесь, что оккупация, не оккупация. И они уже думают, что больше никогда это не повторится. Главное, у каждого лично у себя дома хорошо. Дом построили, живот забитый, хорошая машина, там все это чики-пуки. Свобода, я знаю. Маршал Хейв. Чабан Махи хочет отделиться. Приветствую всех. Я что хотел сказать. Даже вот возьмем сегодня Чечня освободится, добьется независимости, вопросы с Дагестаном останутся. Вот эти вопросы надо будет решать. Территориальные вопросы надо решать. Ветеран. Невозможно там. Там 37, сколько там? 36 национальностей. Никогда они не будут вот так стремиться к этому. Ветераны. Если, как бы, ну, грубо говоря, Россия уйдет, я думаю, Дагестан и Чечня между собой договорятся. Чем ждать тогда, чтобы Россия ушла? Надо, чтобы дагестанцы сегодня, что, через 100 лет, что ли, если Россия уйдет, нам через 100 лет вы собираетесь. Должок не через 100, не 50 лет надо. Надо должок отдавать надо. А когда я согласен. Нет, когда дагестанцы вроде бы Россия сейчас должок, не мешает. Видишь, что должны земли отдавать. Еще отдавать надо. Согласен, я же не спорю. Не, а что вы вот дагестанцы вот не соберетесь в какую-то группу, организацию, не начнете там на митинг, не выйдете и не скажете вот своим дагестанцам, выходите из чеченских домов. Вот соберитесь сначала, решите этот вопрос. Пойдите в это село, подойдите к этим своим этим дагестанцам, скажите, выходите из чеченских, это несправедливо. Почему вы с ними разборки не делаете? Сюда приходите. Не, ну я не знаю, почему. Почему в Чечне там не соберутся, митинг не сделают? Представьте, сколько народу погибло, видишь, вот представьте. Проблему, вот вы должны, давайте решать. Ты же говоришь, вот у тебя там несправедливо это. Вот выйди, создай организацию единомышленников и разрешите этот вопрос. Зера, мне вопрос задали, я же свое мнение тебе сказал.
Ну, я же сказал Надо тебе выйти и решить эту несправедливость, внутри вашего Дагестана. Тем самым я тебе как бы дал понять, что я не поддерживаю. Если бы чеченцы сели бы на вашу территорию, я первый, вот эти все сидящие, вообще чеченцы вышли бы и обратились к этим 100 тысяч, сколько там семей, я говорю, сказали бы, это несправедливо, отдайте дагестанцам эти дома. Ну, клянусь, вот так было бы. Представьте, Сосветлинский говорит, что вы там в Европу едете. Он это именно адрес чеченцев говорит. Потому что чеченцы, 300 тысяч чеченцев в Европе, они вынуждены были поехать. Потому что в Чечне была война. В Дагестане войны не было. Это обращение. Было бы хорошо, если он лучше сказал бы дагестанцам, отдайте земли чеченцам. Он этого не говорит. Он говорит, зачем вы в Европу едете? Ты говоришь, договорятся дагестанцы, не дай бог. Мы с вами договаривались, сколько раз из-за вас мы государственность теряли, знаешь ты? Не, я имею в виду вот по этим землям, да, по этим землям. Землям-то это, ты что, земли-то, если... Не, вопрос же земель сейчас стоял, я про земли говорю, да? Да, ну, так это. Так мы не договоримся. 100 раз у них был повод, если бы хотели бы отсоединиться. Тем даху ширку yok çuha общий işte qoban tem даху ширку и дахванш. Давай заяхташ. Huma ötlek sadir huma doça kultur saatan paydan khirdoluma da tsunder way общий qoma arwahit büyüç bolba bu et yahyuk idaditiş. Bu Kirill lama qissin metson sar da что-то резу отцот. Bu Kirill Arveli metson. Doi videos goich. Hunt gaitolu laq masxados ellag. شيخ لحت يقير سيتا زكايو يقير ويرزت ونتوس كريسو Нам надо вести просветительскую работу, доносить информацию от чеченскому населению. Если не будем просвещать, конечно, свободы мы не добьемся. Если какая-то часть населения не хочет свободы, конечно, ее добиться будет тяжело. Надо до них доносить всю информацию. Этих агентов, эмиссаров, которые сюда едут, что дома творится, как специально, чтобы с евреями, как нас ссорят. Все эти вещи надо рассказывать. Да, бал мелбоцук, дуй, вообще даже бал хилбиш боцук, юкикыш. Аш бу, вейбеш буй, дохкун дуказ буй. Vai problēmas ļoti daudz, kas alkoču, vai moh būvē sagatavījuši. Mums Irāni sagatavīja vēlējoši, rodi Busul Buboš, Igur vrag номер 1 Buboša gods. Ça milion šuk. ветеран, мы бахур раз юга юхна по-любому дуй юха ситуация хельч моссу дуй ша мосхен вер ичкерит бош хагуч билбонеш
Ну и цахали это шанс, и вот третий шанс получится. Первый шанс в 91 году был, второй шанс, это уже, первый шанс до первой русско-чеченской войны в 91. Второй шанс после войны. Но после войны весь мир про нас знал. До первой войны мало кто знал о нас. Но после первой войны весь мир знал о нас. Там было бы уважение, авторитет. Поддержка была бы, если мы себя показали бы в хорошем таком свете. Но благодаря некоторым таким людям, их очень много, некоторые остались живы, некоторые погибли. Про погибших ничего не сказали, но вот которые живые, они эту же античеченскую работу свою продолжают. Большинство день был ветеран, Вот они большинство все равно день эту был. работу продолжают. Эту работу они ведут, вредную работу против чеченского народа ведут. Вот, тем более вот эти две личности, которые мы упоминаем часто, Сулейманов, решил представить вообще не мусульман, буддистов в ПАСЕ. Кутаев нет, непонятно откуда взявшись, тоже чеченцев. И вообще кто из чеченцев представляет? Как не знаем, откуда он знался. Как не знаем, кто откуда он выдвинул знался. этого Кутаева из чеченцев? Кто Сулейманова из чеченцев? Никто. Ну, Ходорковский правильно, верно говорит. Почему эти личности выдвигаются? Он суннелла бош, аш ломаю, у худина эллелла бош. Вайдука нука дүйцлец. Раска маткладиц двиштала, потолчалый пока. Все знаем, кто такой Кутаев. О него хорошо Масхадов отозвался. Это человек, который после Первой войны Ельцин писал список, кого нужно амнистировать и ввести в правительство. Там список, что там договор подписывали, это приложение к этому договору было после окончания войны. Ельцин подал список Масхадову, что они начнут финансирование, вернут то, что они там нанесли ущерб, на восстановление города, восстановление там предприятий, что они разрушили. В этом списке был как раз тоже и Кутаев. И было написано, чтобы его ввели в правительство. Он был у Масхадова премьером, заместителем и премьером был в правительстве. Сегодня нам внешних врагов не надо. У нас внутри чеченского народа сколько врагов-то, представьте. Там других врагов не надо. Нас самих хватает врагов. Кутаев как раз завел подрывную деятельность среди чеченцев. Привозил эти деньги, а в Масхадову-то привезет правительству денег, то потом ездит разным этим бандформированиям, которые Россия создавала на территории Чечни, там, ваххабистских. Вот возил им деньги, возил. Все об этом знают. И потом, когда началась Вторая война, он быстренько убежал обратно к себе туда, в Москву туда убежал. Откуда он и прислан был. И до сих пор вел эту подрывную деятельность чеченского народа, как мы знаем. И этот захватчик гражданских судов, как его, Сулейманов, который после Первой войны захватывал помещение судов и туда насаждал шариатские суды, так называемые. Полез Дагестан надо еще добавить. Полез Дагестан. Ну да, участвовал в этом деле. А потом, как началась Россия, начала взрывать дома и напала, он быстренько соскочил. И что-то проехал через Дагестанцию, его кто не задерживал, и уехал через Баку, соскочил. И сегодня же эту политику ведут тот. Мой шариат устроен, чтобы Европа, никто, чтобы уже не обращал внимания, конечно, никто не захочет сегодня какие-то связи держать шариатским, он
террористы снова окрестят как террористы. Заранее уже ведут они эту политику. Вот наши никак не поймут, не догонят. Здесь собирается голову здесь рубить, тельняшки рвут. Вот к чему это? Неужели до того мы тупые? Неужели мозг для чего дан? Это мы сейчас в свободной Европе там не смотрим по телевизору московские каналы, российские каналы, РТР, там что у них там эти каналы, Соловьевы, Маловьевы, они вот это как раз через телевизор этот воздействовали. Интернета не было. Интернет, вот выехали, интернет, сейчас даже блокируют в России интернет, поэтому народ не особо там и догоняет, не понимает, куда нас идут эти поводыри, так называемые козлы там, которые были на мясокомбинатах там. Так же, как овец нас ведут, на убой ведут. Третий раз, чтобы тут, когда им нужно, чтобы заскочили, типа победушку там сделали. Украине не получится, там нужно как-то оправдаться. Ну, кто там будет первый на уничтожение? Зачемцы будут, опять же, мы же это знаем. Очередную победную войну там изобразить. Мы об этом кричим, говорим там, куда ведут, там хотят увести нас, мы знаем, такие же, как Кутаевы, Закаевы. И в Турции еще сидят эти ваххабисты недобитые, салафисты так называемые. В общем, основная проблема салафистов, да? Исламистов. Основная с момента Шамиля, он был засланный царской властью, своего старшего сына отдал аманатство и был заслан в Чечню. Вот с него началось, пока население не сократилось до 90 тысяч, там приблизительно осталось, тогда он уже пошел, сдался и поехал к царю, который ему выписал пенсию ему. И где он там? В Калуге там где-то зависал. Калуге зависал. Вот с него и началось это, получается, введение ислама так называемого. А шейх Мансур что? Шейх Мансур же был раньше него. Шейх Мансур – это фигура, которой не было вообще, если так разобраться. Шейх Мансура не было. Это придуманная царскими властями фигура. Не, ну как? Шейх Мансур, они там воевали с шейх Мансуром, там не шейх Мансур был. Шейх Мансур был тоже там как пророк. Не читать, не писать не умел, коров пас. Его поймали, увезли, сказали, вот он нам мешал. Не оправдаться нужно было перед царицей. Да, нужно было оправдаться перед царицей, что они не могут выиграть. Поймали, увезли, сказали, вот он виноват, что он нам не дает тут восстание. Короче говоря, вот с ним воюем. Подставили, получается? Но человека поймали, он не знает, куда его поймали, пастуха. Вообще нету там, общая история где-то там, что-то воевал там, шейх вот Мансур. Вот я тебе сказал, вымешанное его. Не, был там шейх Мансур, итальянский, какой-то засланный был там, получается. Это вымышленный персонаж, то есть... Это вымышленный персонаж, не могли объяснить, почему вы там не можете выиграть, какой-то там абориген вы не можете выиграть, пушки есть, все есть у вас, оружие есть, почему вы не можете выиграть? Вот это придумали там, выкрали пастуха, увезли его, показали в Москве. Вот чтобы сохранить лицо, как бы, да? Да. Разве может быть человек, который не умеет ни читать, ни писать, быть шейхом? Он должен что-то выучить, должен знать что-то, правильно?
Да, какая-то степень должна быть. Хоть какая-то степень должна быть. Да, конечно. Представь, версию я первый раз 400 лет вот эти они истории вот так впихивали, таких вымышленных, истории писали они. И сегодня вот так, шейх Мансур, дикая дивизия. Это дикая дивизия тоже такие же, предатели. Не, при чем здесь дикая дивизия? Это вообще кардинально. Не, вот я хочу сказать, историю они пишут. Пророссийская организация. Да, вот пророссийские они пишут. Реально шейх Мансур был заслан с Турции. Он и турецкий знал, и итальянский знал, несколько языков знал. Он был в Турции, его разоблачили, потом он с ними договорился, и засланный был он туда, получается, когда там война шла с этими черкесами. Да, там его и стена завалилась, его поймали, увезли в Тресебургскую крепость. От него там письма есть в Италии, к отцу он писал. Соловкар читал в конце. Музей там есть, вот это был шейх Мансур. А здесь этого поймали, аборигенами. Что мы читаем и вот что мы знаем. В 1785 году, они говорят, вот в Чечне началось восстание. В этот момент ему 20 лет. Он читать не умеет, писать не умеет. Они говорят, экспедиция Пиери, пишут, что Валды. Ну, он говорит, в 787 году, через 2 года, это восстание, прекратилось. И его зовут Черкесию возглавить восстание. Там он Черкесии-то не нужен. Там что, через черкесов нету кому возглавить. Там турецкие войска регулярные. Представьте, вот из Алдов нужен им кто-то возглавить. Молодой парень, что военные таланты у него, что есть. Возглавить. Черкесов очень много известных у них было фамилий, которые вели борьбу. Там многие лета вели. Там регулярная турецкая армия находится, флот там находится. Нет, это понятно. Они говорят, в 791 году его потом захватили в плен, и в 794 году умер, он говорит, Тресебургская крепость. 20-летний пацан, ему 22-23 года. Его зовут Черкесию, как будто там некому возглавить это движение. Не, исламская концепция же строится на интернационализме, ты же знаешь, там же интернационал, то есть мусульмане, они без разницы, вы же знаете это. Поэтому неудивительно, что чеченцы быстро ловятся. Главное, чтобы назвали там чеченскую фамилию чеченца. Пускай это ложь будет, неправда, но главное чечен. Там он возглавлял там движение, Анапу там оборонял там. Никого не интересует, правда это или нет. Да, главное чеченец там руководил. Что будем вот так гоняться за ложью, неправда, что ли? Не, я не знаю, я эту версию, честно говоря, первый раз от вас слышу, что итальянцы там и так далее, да. Я обычно видел, что чеченцы всегда гордились шейхом Мансуром, да. Говорили, это наш шейх Мансур. Ислам возвышает и унижает язык. Чеченцы сопротивлялись, да, там как это у этих народных, что там исчезли, они нету их, как на Т как-то. Это, тухайцы там, вот эти, да. Не натухайцы. Убыхи, натухайцы. Убыхи, они остались, абазины, по-моему, есть. Вот натухайцы очень большое было. Убыхи, абадзехи, этих нету их. Нету. Убыхская территория. Убыхи, да. Исчезли, убыхи исчезли, они до конца сопротивлялись там. Тухайцы тоже исчезли. Тухайцы полностью исчезли. Тухайцев нету. Шапсуги, это же нету этих. Это все черкесские народности. Их было минимум 2 миллиона было. 2 миллиона, говорят они. 2 миллиона было. Когда после войны их осталось, они сами, вот эти русские говорят, осталось 600 тысяч их. 1 400 000 где-то тысяч погибло, 1,5 миллиона погибло от голода, от войнах.
Но у них... Они 600 тысяч осталось, и вот из этих 600 тысяч, говорят, 500 тысяч уехало в Турецкую империю. Представьте, из 2 миллионов 100 тысяч остается. И эти 100 тысяч были заселены горные территории, непригодные. А на эти места были заселены из России русские. Представьте, вот эти 100 тысяч их горы заселяют, не на равнинах. Они согласились уйти в горы, а остальные уехали, ушли в Турцию. Русские, а позже еще армяне тоже были заселены туда. Да, армяне все шли с русским по обозе российской армии всегда шли. Ну, шашлыки готовили. Те воевали, они шашлыки готовили. Просто в Западном Кавказе как бы активная фаза боевых действий раньше началась, да, до Восточного Кавказа. Они когда уже с черкесами как бы порешали вопрос, потом на восток пришли, да? Поэтому черкесам... У нас тоже было, но не активная фаза была, такая там попеременная. То нападали, А черкесам сегодня надо, чтобы не дать себя обмануть. Потому что я помню, после Первой войны чеченцы опять вы там победили. Теперь там этот сказал, там ученые исламские сказали, что освобождение мусульманского мира пойдет из Чечни. Вот так наш народ обманывали. Вот то, что тебя хвалят, не надо. Меня хвалить не надо сказать, нас не надо хвалить. Это вот, что за этим будет следовать, вот что опасно. Когда тебя хвалят, вот что дальше, для чего тебя хвалят? И кто тебя хвалит, надо смотреть, потому что тебя хотят, нас. Куда тебя хотят использовать, даже, где там тебя хотят использовать, вот это сразу нужно сразу думать, куда они собираются тебя... Если хвалят, значит, есть подвох, да? Когда враг тебя начинает хвалить, нужно быть... Начеку, да? Да, ухо держать востро. Да. Ислам возвышает и унижает независимо от того, арабы это или не арабы. И нет превосходства араба над неарабом, кроме как в богобоязненности. Но в то же время это не отменяет того, что арабский народ лучше, чем все остальные народы и нации. Это то, во что я верю, и то, в чем я убежден, и то, в чем я следую религии Аллаха. И даже несмотря на то, что я албанец, я мусульманин, хвала Аллаху за это. Ведь то, что я упомянул о превосходстве арабов, это то, на чем стоят ахля сунна валь джамаа. Так закончил свою речь наш шейх Мухаддис Аль-Албани, да помилует его Всевышний Аллах. Харб бин Исмаиль Аль-Кармани, один из последователей имама Ахмада, что же он сказал относительно упомянутого нами? «Я познал тех из населения Ирака, Хиджаза, Шама и других мест, кто находится на этом убеждении. И те, кто противятся этому мнению о превосходстве арабов, порочат его или порицают высказывающего его, то они являются нововведенцами, вышедшими из общины и отклонившимися от принципа сунны и пути истины». Затем его длинная речь привела к следующему. «Мы знаем право арабов, их превосходство и основания для этого, и мы любим их согласно хадису посланника Аллаха: любовь к арабам – иман, ненависть к ним – лицемерие в религии». И мы не говорим словами щурбитов, которые не любят арабов и не признают их превосходство. И относительно них он сказал, что их утверждения являются нововведением и противоречием. Да, те вот, видишь, по ушам едут тебе, а потом ты оказываешься третьесортным цыганом, как этот принц Саудовской Аравии заявил про палестинцев. Что это, говорит, не наши, это цыгане, говорит. Третьесортные. Кто так говорит? Принц Саудовской Аравии так высказался о палестинцах, что они там ни хрена помогать. Ну, это не арабы, говорят, это третьесортные, ну и цыгане их там. Не, я другое спрашивал у Лаба. Я про чеченцев спрашивал, там он говорит. Рядом с нами будут чеченцы.
Так и хотят всюду там все дырки позатыкать, где там надо что-то сделать, где-то воевать. Но они же активные, пассионарные. Отправили. Я говорю, они же активные, пассионарные вещи. Везде чеченцы, да? Ты же говоришь, мусульмане интернационалисты там. Да, Не да, знаю, да. чеченцев делают интернационалистов, делают. Не, я говорю, ну, как бы не только чеченцы, вообще в целом концепция, да, ислама такая интернациональная. То есть, как бы, если ты ислам, значит, ты брат, да, там, чеченец, узбек, там, неважно, там, дагестанец, там, американец, короче, да. Тебя обезличивают, потом потихоньку культуру забываешь, потом забываешь язык. И становишься третьесортным арабом. Как, как Египет стал третьесортным. У них ни культуры своей не осталось, ни языка своего не осталось, ни одежды своей не осталось. Они сейчас третьесортные арабы там. Плохо, ну смотри, вот чеченцы там, даже пускай будут дагестанцы, да, там, дагестанцы еще раньше, да, как бы намного раньше, чем чеченцы там пришли как бы в ислам, да, но никто же арабом не стал. Мы разговариваем... Нет, как не стал? Как не стал? Ты говоришь, не стал. У вас в Дагестане жениться на двоюродной сестре нормальные вещи? Нормальные. Надо по ушам ехать. Нет, я знаешь, о чем говорю? Ты меня перебиваешь. Я говорю, то есть, ну, арабами не стали вот классическом варианте, да, как ты говоришь. То есть, все на своем языке говорим, свои адаты знаем, культуру знаем. Лезгинку танцуют все, допустим, да, вот там, хоть делают намаз, хоть не делают, там, свадьбы играют. Ну, имеется в виду, не стали, да, вот как арабы. Там, ну, как не стали? Вас дагестанцы забыли, свои танцы забыли. Лезгинка это не ваш танец. Ну, как забыли? Посмотри, в 20-х годах, зайди в 20-х годах съемки, какие танцы там были у вас, какая одежда была. Как не стали, ты говоришь? А сейчас какая? Так же танцует, так же вот... Да не танцуют, ты посмотри, где, как вы там раньше танцевали, а тебе говорю, 20-е годы съемки есть, посмотри там. Не, ну время меняется, конечно, там раньше там одевались, там черкесские, там одевались. Русские пришли, русский язык вы тоже так же взяли его. Был бы немного, остались под арабами, арабский уже был бы у вас основной язык. Я понял, русский взяли, вот вы, европейцы, там английский взяли, допустим, да, но это как бы, ну, развивается, да, причем здесь это? Я имею в виду... Я говорю, раньше загляни вперед, говорю, возьми, которых раньше захватили. Северная Африка, что они там, свой язык, арабский язык, у них свои языки были. Ливию возьми тоже там, как ее... они, да, берберы, там, Северная Африка. Да. Они вот смотри, они уже тут забыли свой язык, свою культуру забыли. Те же египтяне, копты там, да. Те же египтяне возьми, те же сирийцы возьми. Арабизировались, да. Но я имею в виду, ну вот мы там, да, допустим, копты Кавказ. Там осталось немного, это реальные копты, это реальные египтяне. Ну, египтяне, да. Нет, я имею в виду, вот возьми нас там, Среднюю Азию, Кавказ, там, я не знаю, Татарстан, там, ну, как бы, ну, вот наши народы, да, та же Индонезия, там, Малайзия, там же тоже, как бы, ислам, да, но они же не стали там арабами, понимаешь? Я тебе целые страны, Северная Африка, Северная Африка вся стала арабами, стала, и немножко, там раньше пришел этот ислам. Сирия стала. Египет стал. Возьми дальше сюда все эти страны, что там Палестина, не Палестина. Это что перемещенные, как захватили территорию арабы. Оттуда брали, перемещали этих людей сюда. Возьми ваш этот, как его, в Дагестане этот как его, крепость ваша, это. Дербент. Там же оттуда всех, кто поубивали, кого выгнали оттуда, заселили 25 тысяч привезенных оттуда с Сирии, с Ирака. Привезенные люди. Вас же знают там, какая улица, кто там живет, вы же все прекрасно знаете. Смотри, эти же сирийцы стали дагестанцами, они же не стали арабами, понимаешь? Ты не забывай, пришла Россия 300-400 лет назад. Да. И вот потихоньку вас не пустили дальше. Русифицировали, да? Ну, немножко русифицировали, да, я объясняю же. Потому что там у вас не было это, жениться на двоюродных сестрах, не было у вас раньше. Сейчас у вас это нормальные вещи, Вы живете
по Суне живете там, непонятно, кто у вас, имам там Дагестана, Воробей, кто он такой? Не, ну у вас кто такой вот этот тоже есть, да? Я имею в виду, ты имеешь в виду... У нас есть, который был Мирзаев, он дагестанец. Вот 10 лет мулил у нас, получается. Россия поставила, он мулил там, получается. Чуть раньше его поставили. Нет, сейчас который... А сейчас который такой же ваш дагестанец, там, думаешь, там что-то изменилось, что ли? Сидит и рассказывает нам по ушам, едет, что кормление грудью, там, маленького ребенка накормили, там, по ушам едет, там целые главы, получается, в Бухаре, там, что кормление грудью взрослых, в общем, он сидит по ушам нам едет. Короче, ты хочешь сказать, что арабы просто временной отрезок они не успели нас арабизировать, да? Ну, пришли русские, там, хазары. Ну, да, это где после известно, что ты сам можешь это догадаться, поэтому там. Пришли русские, вас немножко еще сдержали, вы уже давно были бы арабы. Понял. Короче, я тебя услышал. Не успели арабы, короче. Ну да, немножко не успели там, хотя он был у вас в этом самый большой на Каспии хаб работорговли был. Платили дань там девушками, каждый народ у вас расписан у этих арабов, сколько платил, там вас заставляли это сделать, и вы сразу пришли. Единственное, лезгины еще сопротивлялись там кое-как, остальные там не сопротивлялись. Пришли арабы, сразу легли под них. А потом платили данем. Там написано, там же описывают сами арабы, что я не в обиду говорю, мы народы другие, и вы были, мы там чуть дальше оказались, какое-то сопротивление оказывали, не дали пройти. Короче, Россия должна была бы нас, тогда они бы, все арабы там были бы. Получается, воздействие на вас было же, правильно, на вас раньше не добрались. Короче, Вашей мечети Дербенской сколько лет? 800 лет? Ну, что-то в таком роде, да. Да. Может, даже я не в обиду говорю, получается. Где приходят арабы, вот это получается. Второсортные люди, получается. Короче, мы на передовой были, да, получается? Ну, передовой, она большая сила шла, получается, там, они же до вот этого, как ее, там, где сейчас Азербайджан, вот там же описывают эти народы, крепости, что они разрушали, как они приходили, как они убивали мужчин, женщин, детей забирали, получается, из них делали, рабов делали, наложниц с них делали. Потом добрались до Дербента, там, получается, все народы обложили данью там. Вот это что они сами пишут, что должны книги взять, почитать должны, увидите там все. Они описывают, каждый народ отдельно описывает, сколько там данью. Привезли этих второсортных своих арабов, они там как раз занимались сбором этой данью. Они же не пришли, уехали, раз в год не приезжали, они наоборот там поставили людей, которые контроль столько-то лошадей, столько-то там овец должны были сдавать, кто чем занимается. Обложили данью, и не важно было вас делать мусульманами, главное было, они пишут, что снимать дань. Разбавили, короче, да? Да, конечно, я же говорю, в Дербенте там все улицы знают, откуда они переселенные сюда, там у вас по улицам, там в Дербенте знают они там. Ну, Дербент древний город, конечно. Не, я говорю, когда арабы захватили, что сделали это, я просто объясняю там. Ну, я понял, да, я знаю. Я даже это же были времена Умара, да, Умара ибн Хаттаба, когда он в Азербайджан зашел. Да. Им не важно было, ты мусульманин, не мусульманин. Обложили данью там и глушили. После пришел этот хромой Тимур с Узбекистана, сейчас там Узбекистан, они там раньше как по-другому были. Да. Нет, он-то занимались. Он-то пришел к Тахтамышу конкретно, а он-то Улус-Джучи пришел. Не, пришел к Тахтамышу, но ему подчинялись, получается. Он же дошел до Пятигорска, возвращался, напал на нас. 80% населения вырезал, поубивал. Они же доходили до этих самых горах, там этих крепостей,
замки, крепости, там, доходил туда, и травили там, они колодцы травили, воду травили. Так это население, они же оказывали помощь как бы Тахтамышу, хану. Участвовали в боях против Тимура, да, первое, которое войско, первое, как он шел, напал, его же они там разгромили, это войско Тахтамыша. Он сам убежал, где он, у него правая рука не работала, там ранен был, пока второй отряд не пришел там, получается, на подмогу. Тогда он уже тут дальше уже начал нападать там. И разрушал все эти крепости, города, что были там, и дошел до верховьев там, получается, в горах, там 20% населения. Он же не один день там был, получается, он пытался задержаться там. Ну да. 20% населения только осталось живых, с низин, все это, все он там захватил, разрушил все, потом постепенно опять начали возвращаться. Там современники, допустим, Умара и Ибн Марвана, допустим, вот, да, там Ибн Марван приходил и так далее. Там летописцы, их современники пишут, что пока они с Аравийского полуострова вот, все захватывали, шли, как до Кавказа дошли, то есть самое с Аравийского полуострова и до Кавказа самое сильное сопротивление они, говорит, получили. Это они записали так, что получили именно на Кавказе, да? То есть, вот по всем ощущениям, вот с Аравийского полуострова самое сильное сопротивление они ощутили на Кавказе. Вот там Албания же была, получается, она почти христианская была, где там Азербайджан. Албанцы, там, через Грузию там были вот чеченские народы, там жили на выходе с Кавказа туда там. Получается, как бы, та же Албания там и так далее, да, это были все-таки не такие регулярные войска, как Персидская там империя была, да, как персы там. Нет, конечно, там. Тем не менее, как были, как княжества были, получается. Да, но тем не менее оказали самое сильное сопротивление, да? Оказали, да, там они. Да, они сами записывали, да. Мусульмане сами записывают. Да, записывали, там же есть эти записи. Вот такая-то крепость, там столько-то людей было. Получается, они взяли и Персию, и через Азербайджан прошли современные и так далее. И к Кавказским горам подошли, и самое сильное сопротивление они там почувствовали, да, как бы. От партизанщины, можно сказать. Это все-таки партизанщина была, это не регулярные войска были. Да. Они же там особо армии не содержали, княжества были там, у кого-то, добровольцы там. Они же как бы вассальные были, одно время там под персами были там те же албаны, да, там, одно время там с армянские, там, они же как бы и христиане были в свое время там, да, сначала зороастрийцы были, потом христиане были, как бы зависели то от армянов, то от персов. Какое-то время и хазары там правили, да. Сейчас вообще говорят историки, что благодаря хазарам, хазарскому каганату, да, и как бы благодаря хазарам арабы не продвинулись туда дальше, на Поволжье, да? Как нашли это письмо там, когда они принимали иудейство, верхушка принимала иудейство, там руководитель их пишет письмо, Израиль, там, кто там руководил у них там, религию распространяли они там. Ему там письмо написал, его нашли же, это письмо есть же там у них, у евреев там, как звали руководителя. Ага. Вот по имени, вот ты, если заглянешь в интернет, там, почитай, как его звали, и скажи, как бы ты перевел это имя на свой язык, допустим. С чеченского он переводится дословно. А говорят, хазары это не чеченцы, там, 5-е, 10-е. Хазария слово. То они там пытаются этим, переписать, что это 1000 чего-то там получается. Хазария это с чеченского дословно переводится. И руководитель их не посмотришь на его имя там. Я свободно могу тебе сказать, как переводится его имя.
Подожди, хазары разве не тюрки были? Там разные народы были. Кто там был руководителем у них? Эти осетины говорят, что это их не было, там нету там осетин. Они тоже участвовали там, тоже там не. А верхушка кто была там, получается. Нет, хазары это, ну, как бы, именно, ну, тюркские эти, да, каганаты. А там, конечно, может быть, разные племена были, да, в союзе там и так. Ну, я тебе говорю, у руководителя, как его зовут, там, забей там. В Израиле это письмо есть, оно в музее там у них лежит. Татары, хазары, говорит. Почему это хазарское государство, оно развалилось? Что руководство приняло веру эту, и потом началось у них там междоусобица, там, они облагать начали налогами, там, междоусобица там пошла, там, воевать начали, а потом пришел этот, ну, то, что с Киева пришел этот Святослав, по-моему, да, там? Да. Разрушил это государство. Они же поделились, одна часть пошла на Каму туда, вот где современные вот казанские татары, да, Волжскую Булгарию образовала. А вторая часть пошла туда за Дунай, где вот сейчас эти, ну, современная Болгария, да, они же сначала были тюрками тоже, а потом как бы европеизировались, да? Там не столько то, часть туда ушла, часть. Ну, короче говоря, это был сплав был разных народов. Причина основная, что они там, из-за чего они там развалились, из-за того, что там, они начали междоусобица, там налоги, там верхушка начала налогами грузить. И восстания были там у них. Да. Короче, упразднили Кавказскую Албанию, да, арабы? Ибраимаш? Так? Ибраим канал, Ибраим. Да. Просто там в Казахстане ватник, известный блогер, собирает русский мир, а его надо, как кажется, красиво раздавить. Ну, он с нашими депутатами, зрадниками собирает. Мне просто столько людей, как у него, не собирается. Мне надо раскрутить канал Ибрагим Клит, ты слышишь?
Просто подпишитесь все люди, кто підтримує Ибрагима. Просто хочу одну ватника раскрутить. Известный блогер. Гад соленый. Азамат. Там распространяет русский мир в Казахстане. Где? В Казахстане? Да. Азамат такой. Паскуда. С нашим депутатом Украины, хотел сказать, Украины, бывшим зрадником. Дякую. Он сейчас прямой эфир ведет. Я включу, можно. А что за депутат был там в Украине? Мураев, такая мразь. Такая пророссийская мразь. Мураев? Он же... Да, он до России бежал же. Да. Он же там. России. Это еще гнида. Да. Это с этим, как его, с Януковичем там есть. Да. И мосты сейчас строят. Когда не обратиться, не раздавить Азамата, ну, как сказать, эфиры снести, что он известный блогер в Казахстане. А как его зовут? Кто это вообще? Азамат Стейк в Казахстане же... Азамат Стейк? Не, Азамат. Я просто так другой у него ник так называется, его так называют. А его Азамат. Блогер. По нику как? Ник как написано? Ну, не, написано, ну, как его так называют. А его имя Азамат. А он находится сейчас в Казахстане? Да, известный блогер. Паскуда такая. Русский мир пространяет. И свободно действует, да, там получается? Да. Ну как власть России хорошо, то как его может не закрыть? А там же вроде одного блогера посадили вроде бы. Это мелкая сошка, такая букашка, она ничего не может сделать. Это букашка. Просто на власть что-то сказала, она за русский мир рассказала. А це хитрый лис, он так хитро. И типа патриот, и типа Россия любит. Так он хитро. А ты прямо в лоб сказал, что я люблю Россию, и все его закрыли. А это хитрый лис. Он пропагандист такой, хитрый. Собака. Из-за угла заходит, да? Да. Он так, как удав. Не бьет, как прямо кобра, что в лоб. Что я люблю Россию. А этот придурок, что сказал, что любит Россию, в лоб сказал, что Россию люблю. И закрыли. А это хитрый пропагандист. Ложь. И он распространяет и собирает русский мир. В Казахстане известный блогер Азамат Паскуда. И он... Да. Чтобы просто все люди заблокировали канал, может просто, как сказать, что такая гнида. Просто таким не закроем рот, он в Казахстане не 50% будет русского мира, а будет 100%. Там в Казахстане боятся сказать против него, но прямо в лоб, что он мразь. Но хитро. Был такой придурок маленький, Белая блоха, тоже в Таразе, тоже боялись его раскрутить. Но я говорю, давайте объединяться и раскрутим. Раскрутили через 4 года, когда он сбежал вообще. Иванов, Дмитрий Иванов, тоже мразь такая была, пророссийская. Но он маленький блогер, не такой, как крутой. В Ютубе он крутой был блогер, а в ТикТоке он 0 на палке. А этот крутой блогер в ТикТок, дуже крутой. Пропагандист русского мира, что